У нас завершается серия этих ипостасей, презентаций, после которой, я думаю, нам нужно будет сделать еще разбивку и уже обсудить, что требуется для дальнейшего самоопределения, там, какие знания и так далее. А сегодня последняя и первая ипостась культурной политики и методологии – это СНД-философия, сама по себе являющаяся проблемной, в смысле само ее существования, потому что в свое время обсуждалось, что методология приходит на смену науки и философии, но тем не менее в рамках культурной политики Владимир Владимирович сколько-то лет назад провозгласил возвращение философии и, в общем, стал разворачивать, собственно, там философский, прости господи, дискурс. И, в общем, эта линия как-то там все больше занимает внутри методологии место и значение, и вот сейчас Владимир Владимирович оправдается. Откуда вообще все это взялось заново, и какие перспективы, направления в СНД философии. Что сказать? Да? А ты хочешь, чтобы я просто рассказывал или говорить? Можете танцевать. Нет, сегодня. Понимаете, для того, чтобы говорить, нужно, наверное, чтобы другая сторона могла говорить с вами о том, о предмете вашего говорения. Если это так, то говорите. Да, давайте так. Мне бы хотелось, чтобы, если мы движемся по намеченной линии, что в конце концов участники школы избирают для себя некое направление работы внутри методологии культурной политики и ориентируются в этом направлении на какое-то из уже имеющихся, скажем, способов работы с миром, которые есть внутри культурной политики, мне бы хотелось, чтобы был представлен вот этот философский. А как вы его представите, это уже ваше дело. Это, конечно, на саму философию, наверное, все и ходят, да? Не все ходят. На введение. Отходили, да, на введение философии. Нет, Судись, Когда-то один математик задал формулу ответов на подобного рода вопросы. Когда его спросили про то, что такое математика, он сказал, что это то, чем занимаюсь я и еще несколько моих коллег. Вот СНД-методология в ее, мне кажется, современной форме культурной политики и частью этой культурной политики СНД-философия – это то, чем занимаюсь я и несколько коллег. Поэтому то, что я могу рассказать, есть ядро. Я и мое дело. Чтобы я мог рассказывать это осмысленно, как-то, мне нужно, чтобы вы мне поставили рамки. Что всегда бесит Татьяну. Когда я выхожу. От противного ставить. Противно. Давай, противно. В нашей практике, очень часто так получается. И так и есть, что, в общем, вы выступаете в разных ролях. Философ, политик, эксперт, педагог. И понятно, что это неразрывно связывается внутри, но
Мне бы хотелось, чтобы вы сейчас разорвали эти части и обсуждали именно философов. Если это возможно. Ну, знаешь, какая штука? Я мог бы, конечно, взять в качестве рамки стратегию сплавщика. И рассказать, как я допрыгался до СНД философии. Знаете, что такое стратегия сплавщика? Нет. Это когда-то Генисарецкий придумал, когда кто-то типа Водолажского слушает его и говорит, что-то, блин, я не вижу ни логики, ни последовательности в том, что ты говоришь. Он говорит, так а я работаю по стратегии сплавщика. Что это такое? А это, говорит, вот представляете, когда по реке бревна сплавляют, вот, сбрасывают бревна, они плывут по реке. Да? Ну и это самое. На берегу кто-нибудь там бобром подправляет, если там сбиваются. А если на том берегу сбились бревна в кучу, ну и затор могут образовать. Сплавщик должен регулировать движение бревен по реке. И вот он должен на тот берег перебраться. Река пусть и не очень широкая, но тем не менее течение есть, и вот бревна плывут. Пробовали поплыть на бревне? Оно куляется. Поэтому, чтобы перебраться на тот берег реки, чтобы заликвидировать затор, сплавщик должен в одно касание бревна касаться. То есть перепрыгивать с бревна на бревно, но не дай бог не остановиться ни на одном бревне. Надо пах-пах. И вот очень часто бывает, что приходится некоторые негативные ситуации строить по стратегии сплавщика, перепрыгивая с бревнышка на бревнышко, отталкиваясь. Ну, вот в детстве я, например, с друзьями-хулиганами очень любил ледоход на Немане. Мы бегали на льдинах кататься. То же самое. По крылу скачешь, не дай бог остановиться. Надо пробежаться и вернуться на берег, вдохнуть, потом опять. Потому что если ты остановишься, бултых и в холодную воду, в общем, мало не покажется. Вот я скакал. Я скакал по разным предметностям. И могу рассказать, как это выглядело, как в этом смысле я дошел до прочной твердой земли, на которой остановился, обнаружил, что я вот стою на почве СНД философии. Первое, что меня заинтересовало, так, уже при серьезном выборе занятий, интеллектуальных, каких-то будущих, это была психология. Но до психологии я дошел как любой школьник, пытаясь примерить на себя там разные дисциплины. Но в 9 классе, когда я обнаружил огромный конфликт с школой, в которой я учился, и, в общем, учиться ни хрена не хотел, а вступив в конфликт, я пытался разобраться, что и как, и мне попалась просто книжка Коломенского про социальную психологию школьного коллектива. Я прочитал и подумал, блин, наверное, это та самая дисциплина, которая может помочь мне разобраться с конфликтом школьным, в котором я в 9 классе влип. Я стал другие книжки читать, обнаружил, что психология это не занятие школьными коллективами, мне стало интересно, я полез туда. Я полез туда и хотел заниматься внутри психологии такой дисциплиной, которая называется общая психология, то есть, собственно, научной психологии. Потом меня стали интересовать прикладные всякие области, инженерная психология, эргономика, психотерапия отчасти. Я скакал по этим бревнышкам. Потом, нечаянно, но тем не менее, меня столкнули на
педагогику, стал заниматься педагогикой. В педагогике я начал, кроме вот таких занятий, которыми страдают все молодые люди, то есть читают, увлекаются, там, что-то спорят и так далее, я еще стал заниматься практикой. Так сложилось, перестройка это было возможно. Организовывал всесоюзную конференцию по коллективному способу обучения, там, консультировал чего-то и так далее. Потом начал экспериментировать сам и, уехавши в Латвию, договорился с ректором пединститута, что мне предоставляют полную свободу действий, я делаю, что хочу. Уперся в этом месте в целый ряд методологических проблем, возобновил свое знакомство с методологами, занялся методологией. Методологии быстро отошел от проблем, связанных с образованием, к проблемам управления. Занимался, соответственно, уручными вопросами и всякими другими. Но, тем не менее, сфера, в которой я пытался действовать, в основном была образовательная. Не потому, что я так за нее держался, а потому, что сложился уже к этому времени круг каких-то знакомств, коллег, известностей и так далее. Пригласили меня в Минск именно в качестве методолога, работающего в сфере образования и реформы образования. Приехал в Минск, быстренько обнаружил, что гнилое Министерство образования и прогнившая насквозь система не могут быть реформированы без политической деятельности. К этому времени в политике я был представлен не больше, чем все остальные перестроечные активисты. И, в общем, считал политику рядоположным делом с бандитизмом. То есть, когда припирали жизненные обстоятельства, и я оказывался без средств к существованию, как, например, в 1992 году, да, то выбор стоял так: либо пойти в бандиты, рэкетом заняться, да, еще чем-нибудь, либо в политику, что для меня было, в общем, одинаково на тот момент. Но в Беларуси, когда, будучи приглашенным для реформы образования, я понял, что без политических изменений этого не сделать, и начал всерьез заниматься политикой. Бизнес был силой, поэтому пошел в политику. Ну, нет. Бизнес, он как был бандитским, так и оставался, в общем. Есть куча историй всяких, как мне приходилось иметь дело в Красноярске, там с уголовными авторитетами, которые держали большую часть Красноярска, попадать в облавы всякие и так далее. Вот. Но, значит, занявшись политикой и положив себе в качестве объекта моего интереса Беларусь, я вынужден был поставить ряд философских вопросов. Поставив их, я считал, что кто-нибудь, если я их поставил, прочитаю, кто-нибудь займется и разработает это дело. Ну, поскольку никто не занялся, они так и подвисли, эти вопросы. Некоторое время это мне не мешало понимать, заниматься своими делами практическими. Ну, а после того, как мы восстановили АГТ, Евро-Беларусь, национальную платформу, летучий университет, все стало работать, фурычить. В общем, моя мечта была всегда, чтобы все, чего я касаюсь, начинало работать само, без меня. Ну, все начало работать без меня. Ну, чем человеку заняться, когда все работает без него? То есть перспектива философа — это когда на пенсию идешь, можно развиваться. Не совсем. Вопросы-то нерешенные поставлены, они никуда не делись. Но поскольку они нерешенные вопросы, и в этом смысле та часть, которая остается решенной, она определяет практику.
Мы действуем, исходя из того, что знаем. А положив что-то в область ученого незнания по Николаю Кузовскому, мы и работать там не можем. Поэтому практика строится, исходя из того, что знает. А практика является необходимым временем человеческим. То есть она требует понятия. Да? То есть если философские вопросы всегда можно отложить. Философия – это самое свободное время, которое можно только себе представить. Вот когда переделаны все дела, тогда можно заниматься философией. Пенсионный. Нет. Этим может заняться и молодой человек совершенно. Вот, например, Дэвид Юм. Основные свои философские книжки написал в 22 года. Но ему не надо было ничем другим заниматься. Он не ставил себе таких задач там, и так далее. Да? У него было свободное время. Он был, пусть и не из очень крутой, но тем не менее шляхетской, там, дворянской семьи. В 18 веке иначе быть не могло. Вот. Поэтому он был не обременен этими вещами. Я же был обременен практикой, потому что я шел к философии от практики, а не от, как это сказать, простого увлечения, размышлительного. Когда я смотрю на ряд молодых людей, которые позиционируются как философы или получают философское образование, или уже получили философское образование, да, я вообще удивляюсь на них, потому что как можно зарыться молодым людям в книжки и изучать кучу книжек без, ну, скажем, привязки к практическим проблемам, я этого себе не представляю. Для меня практика является вот как бы таким главным, наверное, аспектом жизни. Поэтому я приходил к философии, наталкиваясь в практике на нерешенные вопросы, пытался эти нерешенные вопросы формулировать. Сформулировав их, я их подвешивал до поры до времени, либо в расчете на то, что кто-то займется их разработкой, либо на то, что ну, где-то там я могу найти эти ответы. Вот. Продолжал заниматься практикой в той сфере, в которой я что-то понимал, ожидая. Ну, налаживая какие-то машинки, которые могут работать сами по себе, я становился все более свободным для того, чтобы вернуться к поставленным нерешенным вопросам. Вот таким образом, прыгая с бревнышка на бревнышко, я дошел до жизни такой. Все в этой рамке. Чтобы понять, ну или сформулировать эти вопросы, но это уже в другой рамке формулируется. А что было движущей силой? Что все время вас вело в этом пути? Нерешенно. Я То есть думаю, что у меня пропрыгивание там от логики, потом там, к управлению, проекту. Ну, я да, условно нарисовал весь путь, как бы, и, ну, то есть, вот, я могу заняться враньем в режиме самопознания, отвечая на этот вопрос. Простейший ответ, который я давал, когда ко мне приступали с такими вопросами, есть люди с шилом в заднице. Вот я один из таких людей, у меня шило в заднице. Мне постоянно что-то надо. И это меня всякий раз приводило к каким-то конфликтам, заморочкам. В этих конфликтах
я попадал в ситуацию, из которой мне надо было выбираться. Или я давал кому-нибудь какие-нибудь обещания там, и так далее. И все это заставляло меня что-то делать. Скажешь что-нибудь такое, а кто-нибудь говорит, объясни. Ну, надо напрягаться и объяснять. Сделаешь что-нибудь такое, кому-то наступишь на мозоль, тебе дадут по голове, надо ответить. Иногда сразу, а иногда ответ, как месть, подается как блюдо холодным. Поэтому проходит некоторое время, за это время что-то придумываешь. Вот. Но Вы сейчас похоронили идею карьерной траектории просто совсем. почему это? Ну, потому что, ну, и это можно только по следам написать. Как Иван, вы рассказывали, он за вами записал, и все. А смысла в этом движении было только как... Ну, я же сказал, что это вранье в режиме самопознания. Как было на самом деле? А когда ты начинаешь врать, понимаете, вранье, оно бывает красивым, но оно никогда не может быть логичным, последовательным. Оно примерно как эта стратегия сплавщика, только как бы от одного вранья переходит к вранью. Но вы должны понимать, что все, что я могу сказать на этот счет, это вранье. При этом широк запись он и есть. Покажите. Покажите. Потом, значит, вот, ну, если я могу уже отталкиваться от того, что рассказал в этой рамке, дело было в Ленинграде. В Ленинграде я работал, и, в общем, хорошо двигался. То есть я собирался заниматься наукой. Не получилось у меня заняться чистой наукой общей психологии. Меня куда-то постоянно выталкивало. Жизнь, да. Но тем не менее, я галсами возвращался к этому. Да, поэтому я устроился работать в институт, на кафедру. На кафедре сначала меня определили в инженеры. Потом я стал из инженеров научным сотрудником. Сначала я стал младшим научным сотрудником, потом научным сотрудником. Ну и получив в свое распоряжение лабораторию, ну или это называлось Бюро конкретных социальных исследований, я возглавил это Бюро конкретных социальных исследований, и, соответственно, мне дали старшего научного сотрудника. Получить старшего научного сотрудника в таком возрасте в Советском Союзе уже было сложно. Без степени. Без степени. Причем, ну как, не ваковский, да, СМС, конечно, я без степени не мог бы его получить, но это было время, когда только-только ввели эту градацию. До этого было всего лишь две ступени. Младший научный сотрудник и старший научный сотрудник. Вот. А потом в Советском Союзе ввели 5 ступеней. Младший, научный, старший, ведущий и главный. Вот. То есть я получил старшего вот в момент перехода от одной системы к другой. Но тем не менее, когда ввели новую систему, я уже был старшим научным сотрудником. И можно было вообще двигаться там дальше в этом направлении. А мне стало скучно. И противно. Более того, мне противно стало не только этим заниматься, потому что уже выхолащивалась, собственно, научная деятельность из института. Это была уже не наука, о которой я мечтал, а, в общем, как это называется, мир. Вот. И с одной стороны, с другой стороны, мне страшно не нравился вуз, то, что происходит с вузами. Я мечтал уже о реформировании образования как такового. И в-третьих, мне не нравился Ленинград. Он мне надоел за 11 лет жизни там. Я поменял место жительства, работу, род занятий в 1987 году. То есть перестройка только набирала обороты, но уже видны были всякие там будущие негативные вещи в Ленинграде. Резко меняя работу,
А это уже 31 год мне. Понимаете, начинаешь задумываться, ну как бы вот, а чего это с тобой? Ты уже не мальчик вроде как, 31 год, пора бы уже подумать о жизни, о семье там, и так далее. О душе. И как ни странно, в этот момент я и задумался о душе. Я спросил себя, вот я резко меняю свою жизнь. И зачем и почему? Я могу рассказать кучу вранья про то, что мне не нравится, да? Про то, что я предвижу в Питере какие-нибудь там неприятные времена, и меня это не устраивает. Но оснований-то нет, что за предвидение такое, да? Откуда это что берется? Ну, жопой что называется, да? Вот и все аргументы, которые есть на этот счет. Тогда я думаю, а может быть, я не бегу из Питера, а меня куда-то влечет? А куда? Конечно, красиво. А куда? Я начинаю себе врать. Ну, чего я буду заниматься этой дурацкой, бюрократической квазинаукой в Питере? Поеду-ка я в город, где жизнь течет не спеша, где есть море, где, в общем, можно в любой конец города дойти пешком. Там, поработал, гулял у моря, сел и пишу книжку. Пойду-ка я писать книжку. Вот так я себе врал. Но я же понимал, как бы другим я рассказывал про это. Все говорили, да, счастливый человек, едет вообще к морю жить, на все плевать. Я-то понимал, что я вру. И себе, и другим. А правду, как скажешь. Особенно, если не знаешь ее. И тут я тогда задумался, если я очень плохо могу доказательно, аргументированно объяснить, от чего я бегу. Еще хуже, я представляю себе, куда я иду. Может быть, есть какие-то внешние силы, которые меня двигают. В качестве внешних сил можно рассматривать цепочку причинно-следственных отношений. Ну, в смысле, хотел этого, а лед склался так, пихнули там, куда-то там подвинули, что-то такое произошло. Ну и в общем, я думаю, что наверное, нормальный способ объяснений своей жизни, он в этом и состоит. Но я задумался метафизически на тот момент. Я задумался, а в чем, собственно, может состоять замысел Бога относительно меня, если таки он есть. Вопрос о том, есть он или нет, я оставил за скобками, да, вынес за рамки. А вот вопрос о замысле Бога восстановил. Что значит восстановил? У любого подростка, вот как Иван там рассказывал про свою учение, у любого подростка в какой-то момент времени возникают эти вопросы. Зачем я живу? Да, смысл жизни. Ну, потом люди становятся чуть-чуть взрослее, это отбрасывают их полную херню, как бы, да, и больше к этому не возвращаются. Потому что там рождаются дети, появляется начальство, пилит жена, там, ну и не до такого рода дурацких вопросов. А у меня как бы все, в общем, уже как бы сложилось. Да, и кроме того, я все как это меняю, в этот момент восстанавливается этот вопрос, я начинаю мучиться вопросом, каков же замысел Бога относительно меня, не думая о самом Боге. Помучился, обнаружил, что какой-то замысел есть. Начитавшись там, про Сократа там, и так далее, обнаружил все в даймоне, который как бы у меня был заменой простой интерпретации лени. Ну, вот когда мне не нравится что-то делать, я хочу что-то делать, я ленюсь. Я обнаруживаю, кроме шила в заднице, которая меня куда-то там толкает постоянно, я еще обнаруживаю в себе даймония, которая мне шепчет: не надо. Вот этого делать не надо. Он не говорит, ничего надо делать, но подсказывает, чего делать не надо. Опять же, нормально было бы сказать: блин, ну лей мне, впадло. Ну, я придумаю себе даймония. Ну вот, и с даймонием этим веду беседу. Красиво. М? Так,
Красивее. Продуктивнее, я бы сказал. Ну, потому что, ну, лень и лень, как бы, да, и ты начинаешь привыкать мыслить себя, воспринимать себя как ленивую тварь, как бы, да. Вот. А тут даймония. Это тебя возвышает несколько, как бы. Вот. И главное, с ним поговорить можно. С ленью же не станешь разговаривать. Убеждать лень, отпусти меня, может, я поработаю немножко. Как бы, ну, глупо. А в общем, я никогда не считал социальные обязательства чем-то сильно важным для себя. Поэтому некоторые люди дисциплинированы, такие ответственные, дисциплинированные, они просто выполняют социальные обязательства, и все. А я, в общем, достаточно легко бросал в своей жизни много чего. Жен, детей, работу, место жительства. Чем дальше, тем хуже. Давайте перейдем к философским вопросам. Чем тебе философский, не философский вопрос на замысел Бога относительно самого себя? Это было 31 год, да? Последнее упоминание было. Да. Последний раз мы соврали, что это будет. И вот мучился этим вопросом до 44 лет. А потом? Откинули? Потом Нет. пришел второй даймоний, и стало очень шумно. Во-первых, я себе сказал, ну сколько можно? Надоело. Я думаю. И, в общем, перестал разговаривать с даймонием, а напрямую спросил, Ну понятно, ну как. Старшего. Научного сотрудника. да, И он вам сказал. нет. Слава Богу. Вы записались на прием. Он мне явился, я в него поверил. Пошел в церковь. 44? Но я опять развелся с женой, новую уже. Бросил работу, ушел из партии. То есть я много чего порвал в этот момент. И все это даймония. Нет, надо быть даймонием. Даймоний уже заткнулся, да, и деактуализировался, да. Вот. Со мной тоже несколько чудес происходило. Но это отдельно. В общем, это еще Вопрос. совпало с миллением. Ну, то есть 44 года у меня случилось в 2000 году. Но с этого момента у меня началась какая-то новая этап жизни. Я перестал мучиться вопросом относительно того, зачем он меня сюда позвал. А эти мучения, между прочим, если бы углубляться в эти мучения, я бы мог рассказать про всю свою историю взаимодействия, например, с Александром Ефимовичем Алексеевичем, психотерапией. До того, как я поверил в Бога, когда он мне открылся, я пытался решить это с помощью псевдонаучных методов психотерапии. Там тоже много интересного, много хорошего, но тем не менее. Ну и вот. Я не получил ответа, каков замысел Бога относительно меня. Перестал по этому поводу Перестал париться. Я ответил на вопрос Ивана? Да. Хорошо. То есть в этой рамке я могу продолжать дальше врать. Но я говорю, что вранью, да? На самом деле я не вру. Все-таки было. Нет, правда. Но только, понимаете, как бы, ну нельзя же всерьез рассказывать про даймония, правда? Лучше сказать, что соврал. Нет, я пока говорю, так, у меня был такой вот бзик. На протяжении вот 13 лет я мучился этим вопросом. И мучился в том числе, как это, ловя, находя в себе даймония. А нутро человеческое, такая прорва всякого говна и дури. Да Найти можно там, все что угодно. Хотите даймония, найдете даймония. Только ищите что-нибудь приличное, да? Не заменяйте даймония ленью.
ну, Беларуси, вот куда ты вернулся. А вот в Беларуси это отдельно. Ну, да. Собственно, я никогда не покидал Беларусь, ну, ментально, да? Даже родившись в Сибири, я, в общем, родился в Беларуси. Ну, так сложилось. Когда первый раз меня привезли в Беларусь после освобождения родителей, мне было чуть больше 2 лет. Я, естественно, этого не помню, ничего не знаю, это прошло мимо меня. А вот когда второй раз меня привезли в Беларусь, это было 10 лет. И я был инициатором, 10-летним ребенком я был инициатором возвращения в Беларусь. Родители колебались, дедушка с бабушкой тоже колебались очень сильно. Они даже боялись ехать. Ну, то есть в отпуск тогда поехали летом. Мать, отец и мы с сестрой. Маленькие. Сестра еще моложе меня. А дедушка с бабушкой не только потому, что надо кому-то за домом смотреть, там хозяйство, семья, куры, собака, кошка, все как положено. Ну и они просто боялись возвращаться, боялись ехать, потому что знали там по письмам, что и дом уничтожен, в общем, и колхозы там, и всякое такое. Но тем не менее, 10-летним пацаном я могу тоже как бы кучу приводить всяких доводов, почему я начал настаивать для родителей на возвращении семьи в Беларусь. Конечно, я не был тем, кто принимает решения. Моя настойчивость и сестру подбила, естественно, там дети начинают конючить. Понимаете? Когда дети конючат, просто взрослые могут не обращать на это внимания. И, наверное, не обратили бы, если бы они сами не находились в колебании. Ну, конючение детей просто было так, капелькой, которая сдвинула в сторону возвращения. Они продали все хозяйство, которое там было, в Сибири и приехали, вернулись в Беларусь. Но вот одним из таких детских аргументов, наверное, меня, было то, что, понимаете, в Беларуси, в обществе, на улице, в деревне, я оказался как в семье. Ну, в семье, например, говорили на тросянце, и на улице никто, и в школе, естественно, никто не понимал. Кроме нескольких там соседей и родственников. Ну, и все говорили иначе, точнее, да? Мы приехали в Беларусь, и все тут так говорят. Это большая семья, в общем, это мой дом. Вот это вот ощущение, что это твое, оно было вот из-за того, что мы в Беларуси, в семье, культивировалась тросянка, ну и куча рассказов. Потому что всегда, везде Беларусь вспоминалась, и мы белорусы, там, и так далее. Это все было вот, в чужеродной как бы, среде, в ссылке. Поэтому я, как бы, хоть и родился в Сибири, географически, я родился в белорусской семье, и ощущение себя белорусом было всегда. Потом я уехал, но я уехал учиться. Я думал, я отучусь в университете и вернусь сразу в Беларусь. Но, в общем, закончив университет, я понял, что я еще не отучился. Мне еще учиться и учиться. Короче, все эти 20 лет я много чему учился. И это было здорово. И я думаю, что я не зря потратил эти 20 лет до возвращения. Я искал способы возвращаться. Но, понимаете, смотря как возвращаться. Вот, а еще в памяти сидело возвращение родителей. Родители вернулись очень по-дурацки. Это надо было, конечно, быть полными совками, чтобы так возвращаться. То есть они продали дом за 1500 советских рублей в Сибири. Со всем хозяйством набралось 1200. Они ехали в надежде купить дом в Гродно. При этом, как бы, это было в октябре месяце, а в отпуске мы были в июле, в начале августа. Нет, в июле, в начале августа. Ну, то есть, видимо, они решение приняли, уже вернувшись в Сибирь. Как бы, да? Нет бы поинтересоваться, а сколько что стоит. Поэтому даже как бы во много раз хуже домик, самый какой-нибудь примитивный домик в Гродно, это надо было бы уже 1007 иметь. А у них на руках 2,
двое детей, в общем, весьма хилые профессии, ну и так далее. Мы с ним приехали, мы поселились, сначала снимали комнату в частном доме вчетвером. Отец, мать, я, сестра младшая. Вчетвером в одной комнатке. Дедушка с бабушкой, поскольку в деревню, они не хотели в город, они вернулись в деревню, из которой происходили, и там дома не было их, поэтому они тоже сначала сняли, потом выкупили полдома. Вторая половина дома так никому и не понадобилась, она стояла пустая. Там жили. Вот. Естественно, я понимал, что, я приеду в Беларусь, да, к родителям в квартиру подселяться. Мне уже не хотелось, я уже отвык от родителей, я уже привык к самостоятельности, как бы некоторые. Поэтому возвращаться не имея работы. А я пытался найти работу в Гродненском университете, который к этому времени открылся. Я приезжал в Минск, в филиал в НИИТ, к известному достаточно в тех времена такому инженерному психологу Розет, который здесь работал, пытался к нему устроиться, там еще что-то такое. Я знал и понимал, что в Беларуси без блата просто так, в общем, никуда не сунешься. Блата никакого у меня нигде не было. Поэтому, чтобы возвращаться, нужно обустроить возвращение. Поэтому я продолжал учиться, думая о том, как это и так далее. Поэтому, когда на игре по современному университету в 1993 году появилась группа профессоров из Минска, которые здесь занимались разработкой стандартов образования и проектированием учебно-методических комплексов, услышав мой доклад, страшно заинтересовались, стали там со мной консультироваться, мы разнакомились. Они пригласили меня прочесть несколько лекций сразу после игры, и вот мое такое первое рабочее возвращение состоялось в июне 93-го, потом регулярно, там, раз в несколько месяцев я приезжал в Беларусь, потом мы готовили декабрьскую конференцию 93-го года, международную по образованию 21 века, готовились к этому, ко всему. Ну и я уже принял решение, что я буду возвращаться. И к тому моменту, когда я уже принял согласие, дал согласие, что я вернусь и буду работать с этой группой, мне уже будет там предоставлено место, жилье, работа и так далее. То есть мое возвращение было обустроено. Было куда возвращаться и в статусе при этом. Но при этом я понимал, что работать-то невозможно будет. Я еду заниматься реформой образования, а мои наивные друзья, коллеги, профессора не въезжают. Я-то уже разобрался, я уже методолог к этому времени. Я-то уже разобрался, что происходит в системе белорусского образования. И что при нынешнем министерстве и даже Совмине на момент 93-го года ничего сделать нельзя. Я им предложил план. План, основанный на том, что разворачивается в Беларуси в этот момент. А в этот момент готовится принятие Конституции. И уже известно, что в этой Конституции будет введена позиция президента, будут президентские выборы. Говорит, давайте выберем себе нормального кандидата и предложим ему помощь, начнем на него работать. Когда он придет, победит, мы ему скажем, ну а за нашу помощь отдай-ка нам Министерство образования, и мы будем реформу образования делать. Профессора сообразили, что да, можно. Ну а в политике они вообще не взут ногой. Кто будет президентом? Ну, Поздняк, наверное. Знакомьте меня с Поздняком. Меня знакомят с Поздняком. Я Поздняку не понравился. А он мне. Он тоже. А он мне. Вот. Ну, к тому же, там, опять же, изучив ситуацию, я понимал, что, судя по всему, мало шансов. Кто другой? Шушкевич.
только... Нет, с Кебичем нельзя было, потому что Кебич к этому времени премьер-министр. Я работаю с министром образования Гайсенком, со всем министерством, и, соответственно, без как бы, знакомства с Кабмином, да, с министерством тоже. Я понимал, что за гнилая контора. Вся эта кебичевская система. Поэтому я был крайне противник Кебича. И когда несколько людей, с которыми мы тогда уже в апреле 1994 года сделали агентство гуманитарных технологий, они там по разным причинам все-таки работали на Кебиче. И мы там разошлись политически как-то. Вот. Ну, они скорее вынуждены были там работали, хотя некоторые и всерьез думали, что, ну, блин, административный ресурс целиком в руках, как бы, да, ну, Кебич победит. Хотя я был абсолютно убежден, что у Кебич тоже шансов нет. Но потом меня познакомили с Шушкевичем, которого только-только сняли с председателя Верховного Совета. Саша Добровольский тогда был лидером Объединенной демократической партии. Вот. Мы задружились с Шушкевичем, с партией этой самой. Я начал проводить там семинары и готовиться к выборам. Для выборов, для помощи в выборах я уговорил одну из лучших политологических команд Николая из Москвы приехать в помощь Кебичу, Шушкевичу. Вот. Но там это отдельная история была. Почему из этого ничего не получилось? То есть работали они на него всего лишь месяц. Потом Шушкевич расстался. Меня тоже выкинули из команды. Потом, через пару месяцев, разъяснилось все, как там и что было, как ГБУХа в этом направлении работала, и что было сделано для того, чтобы ослабить позиции Шушкевича. Но, тем не менее, было уже поздно. К концу мая стало понятно, что Шушкевич тоже не побеждает. Но уже бросать Шушкевича совсем мне не хотелось, хотя я уже и не был близок к штабу, к принятию решений. Но публикации, насколько мог, там, и так далее, они в этом направлении делали. Вот, к этому времени у меня сформировалось, ну это уже из другой оперы, из другой рамки совершенно, да? Уже вырисовалась в общих чертах программа культурной политики. Она немножко не совсем такая, как сегодняшний вид имеет, но тем не менее. И направлением культурной политики были такие: образование, реформа образования, политика, средства массовой информации и бизнес. Потому что три первые направления должны были иметь ресурс какой-то. Да? И поэтому мы работали с бизнесом как с тем, где можно зарабатывать деньги. На консалтинге, на таких вещах, финансируя, соответственно, три вот этих направления. Якось тут мені зрозуміло момент, откуда виникає, тобто, ось, откуда взялися філософські питання, воно як зрозуміло. А ось этой программой на, як, тобто, как некая такая субстанция, там, высокозронева, бедна и так далее. А чему она возникла? Як отказ на что и во что? В первую очередь, это были выводы из глубокой аналитической работы. То есть вот начиная с 2-3 года перестройки, с 86-87 года примерно, да, я постоянно участвовал в разного рода аналитических тусовках. И мы анализировали происходящие процессы в стране. Потом через включение в игры я получил доступ к огромной информации. Успеваю только перерабатывать ее. Да? И к этому времени у нас сложилась схема системного кризиса. Схема системного кризиса, я не знаю, вы знакомы с ней? Блин, вы слишком мало читаете. Рассказать я все вам все равно не успею. Я думаю, что мы, может, схему системного кризиса просто еще разберем. Если вам прямо сейчас надо, то давайте сейчас. Прямо сейчас не надо. У меня третьей рамки нет наименования. Поэтому меня уже несет. Да, я разумею. Да? Поэтому я не буду рассказывать. Не обовязково, да. Короче, это было основано на аналитике системного кризиса в стране.
Ну, вот, И на моих этих самых рассуждениях про допущение, постулаты и допущения, на которых можно строить целерациональную деятельность в масштабах страны. Так, я правильно разумею логику, что у вас была інтенція будувати діяльність на узровні країни, і як її будувати, розуміючи, що тут без програми не обійдешся. Тому ось ви самі для себе сформували цю програму. Примерно так, да. Но, видишь, это тоже вранье определенное. Да? Это вот из этой области. Потому что, с одной стороны, то, что я занимался образованием, это уже не мой выбор. Это уже судьба, так скажем. Да? Ну, Вот уже 10 лет я в образовании, как это называется? Свой чувак. Ну, шишка на ровном месте, да. Свой чувак, как бы у меня связи, отношения, наработанные какие-то практики, там еще чего-то там и так далее, да. То есть я чего-то там собой представляю. И поэтому что-то могу. Но образование, вот если говорить о реформе образования, или, например, о стандартах образования, там, о каких-то таких вещах, это уже национальный масштаб. Меньше смысленно. Это уже было понятно, хотя вот в середине 80-х, когда меня только вытолкнуло в образование, и я занимался там локальными вопросами, казалось, что возможно что-то изменить на уровне школы, вуза, там, города там, и так далее. Да? Чем дальше занимаешься этим, тем больше становится понятно. Только в национальном масштабе можно эти вопросы поднимать, всерьез поставить и решать. Поэтому это уже национальный уровень. И если я... впервые ведь свои эти допущения и постулаты я сформулировал в статье критики статьи Солженицына. То есть я прочитал Солженицына, который рассуждает, как нам обустроить Россию. И мне эта статья крайне не нравится. расскажите, как, да? Ну, то есть я это говорю, да? Ну вот. И я понимал, как бы тогда про Россию уже, она неподъемна для целерационального действия. А вот Беларусь, да, моя родная Беларусь, которая как бы всегда со мной в душе, в сердце, да? И я тут еще и возвращаюсь. Возвращаюсь с хорошим социальным бэкграундом. Да? Вот это все как бы дальше, ну почему возникает политика, понятно, да? Ну, То есть образование это уже константа, да? С образованием разобрались. Почему политика, я объясню. да, а программа? Сейчас. Программа – это система, в которую ты связываешь то, что у тебя есть. Ну, связываешь кап з гэтым працаваць и больше того увлекательно. Ну, конечно, да, потому что ты один не можешь сделать образование, систему реформы образования. Но у меня команда есть. Причем команда, ну, может, не самая крутая там в Беларуси, но, в общем, достаточно хорошая. Проректор Института повышения квалификации педагогических и управленческих кадров Министерства образования. Человек, занимающий пост, там, я не помню, как он назывался, но, в общем, начальник над профессиональным образованием в министерстве. Ректор Республиканского Республиканского института образования. Доцент Политехнического института, который в этот момент уходит из политеха, но он был учителем и первого, и второго, и третьего профессоров, как бы, они у него учились, и куча аспирантов, каждого из них. Блин, отличная команда для начала, отличная. И откуда берется бизнес, тоже понятно, да? Надо где-то привлекать деньги. Там эдукация, политика, СМИ И СМИ. А СМИ берутся тоже как бы уже из анализа ситуации, в которой можно разворачивать вот эту деятельность. Про культурную политику, как вот программу развития методологии современной, это еще в Москве сложилось. Школа культурной политики была сложена нами в Москве с Петей Щедровицким на главе после игры в Союзом кинематографистов, перестроечной игры в 1989 году. Там игра была достаточно интересной и практически значимой, и поэтому Союз кинематографистов тогда, после этой игры, предложил
методологам, которые проводили игру, подготовить им менеджеров культуры. На что мы уже на тот момент понимали, что просто менеджеров, ну то есть вот, не знаю, бухгалтеров, там, продюсеров, директоров фильмов, да, готовить не имеет смысла. Нужно еще заниматься всей культурной политикой, потому что мы застали игру, то есть проводили игру с Союзом кинематографистов, застав его в состоянии полураспада в 1989 году. И полураспад сопровождался тем, что национальные союзы, каждый, еще союз держался, а национальные союзы кинематографистов уже пошли самостоятельным путем. Тогда от Беларуси тут был Никифоров и этот самый Рудерман еще живой. Участвовали, да? А вот там была очень интересная ситуация с Ричардом Пиком. Ладно. Ну, просто я понимаю, что это, конечно, вот... Нет, короче, средства массовой информации взялись из того, что вот это даже имея хорошую команду, чтобы работать с более широкой публикой, да, с обществом, нужно иметь экран. Я тогда анализировал экран массового сознания в Беларуси, да, и поставил себе задачу вклиниться в средства массовой информации. Паша Шеремет, который был тогда студентом и членом агентства гуманитарных технологий, еще со школы, он стал этим слушателем школы культурной политики еще в московской. Он познакомил меня с ФИТом, и мы начали делать новую телепередачу аналитическую, первую аналитическую передачу хорошую на белорусском телевидении, она «Проспект» называлась. Ну и вот как бы мы получили. Ну и это самое, широчайшие возможности в газетах тогда у меня были. После первых же аналитик, которые мы написали, после 3 аналитиков, которые сразу же схватили и напечатали 5 газет, мы получили, в общем, доступ к любым средствам массовой информации на тот момент. Только успевай пиши. Сейчас мы такого в принципе не имеем. Помыслить такого не видим. Ну, в общем, я ответил, да? А потом надо было просто увязать это все вот это имеющееся в одну программу. Да? Ну, ничего, к философии хочу. Зачем вам с такой-то жизнью веселой и интересной? Потому что вопросы-то нерешенные висят. И вопросы, они следующего порядка. Мы все методологи, особенно молодые, ну я-то как бы хоть и может постарше некоторых, но я из последней генерации Георгия Петровича, да, по возрасту. Ну, это одно дело, но по попаданию в команду. Мы все выучили простую штуку, что методология может все. Да, и методология есть вообще высшая форма современного мышления. Вот с этим убеждением я живу. И после того, как мы построили себе схему системного кризиса, немножко начали понимать, что происходит в бывшем СССР, какие процессы идут, какие возможны, понимаем вдруг, что наша вера в то, что методология может все, ну, так скажем, слегка наивна. То есть мы не разочаровались в методологии, но стали понимать некие ограничения методологии. Но какие ограничения? Оказывается, методология ничего, кроме самой общей схемы мыследеятельности, не может предложить для анализа рыночных процессов. Приходится заниматься этим отдельно. Да? И можно попытаться натянуть методологию на рыночные процессы. А можно понять, насколько как бы, рынок, проникающий в бывший совок, проблематизирует некие исходные принципы методологии. Я пошел по пути проблематизации и понял простейшую вещь, что вся методология построена, но она заражена совком. Это чисто советская система.
Ну что значит советский? Это не значит плохой, я не стал ни в коем случае, не надо это понимать как неспровержение методологии. Потому что, а это обсуждалось еще при жизни Георгия Петровича. Георгий Петрович говорил простую штуку. В ответ на возражение, что вот рынок такой, ну, херня это вообще. Рынок – это у них как бы аргументы прошлой социальной организации. Советский Союз был самой передовой страной мира. Страшно стало. Поэтому им предстоит пройти все то, что мы уже прошли. Ну, вот как Леонид, некоторые тоже посмеивались над этим, я был среди них. Я тоже был среди тех, кто посмеивался над этим, как, ну, над, скажем... Ні, я хочу сказати, наоборот, як Чаадаєв. Чаадаєв казав, Росія – це приклад, якому не повинні другі йти. А тут, пробачте. Ну да. Так нет, ну примерно так вот как бы мы относились, да, то есть мы понимали всю ублюдочность советской власти. Да? И Георгий Петрович тоже это понимал. Но при этом, когда он говорил, что мы-то прошли то, что они еще только, им только предстоит пройти, вот эту мысль надо еще понять. Потом эту же мысль проводил Зиновьев. Да даже не потом, наверное, одновременно. Да? Но у него эта мысль была, вот она для меня неприемлема. А вот то, что говорил Георгий Петрович, я до сих пор считаю, что это так. И потом я стал обнаруживать, что, например, когда на тот момент, начало 90-х годов, Евросоюз еще никто не рассматривал как нечто реальное. Да? То есть он уже существовал, над этим самым союзом угля и стали, там, да, Евросоюзские соглашения были, Маастрихт уже прошел, да? Но еще вот не было выборов. Выборы только случились, по-моему, в 93-м году. Не, в 83-м в Европарламент. Но Европарламент еще ничего не значит. Да? То есть вот только в 90-е годы Евросоюз начал обретать свои сегодняшние черты. Да? И вдруг, как только он стал обретать свои черты, там началась бюрократизация, началась централизация, началась стандартизация всех сторон жизни, все то, что было в Советском Союзе. Я потом рассказываю, например, когда говорят, вот, блин, стандарты образования, это такая новая, свежая тема, мы ее берем с Запада. Я говорю, вы сбрендили, ребята. Сбрендили, потому что Запад слямзил идею стандартизации образования советского насквозь стандартизированного образования. Другой разговор, хорошие были или плохие стандарты. Но советское образование было технологизировано, стандартизировано, в отличие от американского и западного. И когда те начали управлять централизованно развитием образования в Европе, они подумали, надо создавать стандарты. Надо создавать стандарты и все это стричь под одну гребенку. Дальше они вспомнили, что, блин, так мы же уже этим занимаемся в рамках вот этого союза угля и стали давно. ИСО 9000, которое как бы было построено как система стандартизации уже не продуктов, как это в Советском Союзе по старинке делалось, да, а технологических процессов. И поменялась идеология стандартизации. Вот идеологию стандартизации действительно мы должны были заимствовать, потому что мы этого не умели. Но сама стандартизация и понимание стандартизации в Советском Союзе было достигнуто на более высоком уровне, чем даже на сегодняшний день там. И мы понимали пороки этой стандартизации. То есть в этом смысле то, чего европейцы не догоняют, потому что то, что им кажется хорошим, да, мы уже видели оборотную сторону этого всего. Ну, это я опять увлекся. На чем я остановился? Что методология столкнулась с рынком да. и... Ну, с рынком это ладно, как бы. Я говорю, что с рынком ничего сложного, как выяснилось потом, освоить все рыночные механизмы не представляется возможным. Более того... Возможно? Или не представляется сложным? Ой, не представляется сложным, да. Более того, в методологии наработаны понятия, категории и так далее относительно организации руководства и управления, которые гораздо сильнее всех западных, но они локальные. Вот при рыночной организации они становятся локальными.
Для Советского Союза они были холистическими, полными, а для рыночной экономики они все локальные. Но локальные как? Они не доводятся до мелкого бизнеса, даже до среднего. Но они работают на уровне больших корпораций, транснациональных корпораций и так далее. Да? И вот там это все как бы работало бы и хорошо работало бы. Ну, в общем, как бы особо гордиться тут тоже нечем, потому что западные исследования, наработки в области менеджмента, они сопоставимы с методологией в этом плане и просто привычнее для Запада. Привычнее, а зачем менять шило на мыло? Да? Потому что перестройка это вот под методологические стандарты требовала бы коренной перестройки. А если работают старые, другие, и могут совершенствоваться и продолжать совершенствоваться, то нахрен кому это надо. А вот возможности управления страной методологические, которые были утонченными и разработанными, очень хорошо, детально и мощно, как бы, да, они упираются в плюрализм, демократию и коммуникативные процессы. В этом плане методология через игротехнику владела многими и коммуникативными техниками, и пониманием. Да? И в этом смысле Хабермас ничего нового для нас, в общем, сказать не может. Мы здесь на техническом уровне очень хорошо владеем, но при этом мы думали, что вот это все, это как-то засунуто, да, и живет в рамках оргдеятельностных игр. А вот выносить на практику этого не надо. Походу питання якась. Так, ну, так з ринком все-таки схему, якби, ну, там, умовно, там, описание процесса с рынком, их, в принципе, до этого нема. Ну, то, Чего? про рынка. Ну почему нет? Есть. Рынок просто как грязь вообще. В этом смысле, что там особенного? То как бы он описывается там, ну, не некими специальными схемами, а уже... Нет, ну он описывается нормальными как бы экономическими схемами, экономикс, там, скажем, я про, ну, в рамках СМД. Методологические схемы. Да, нет, специальных схем мы не стали строить. Мы думали, что, сейчас мы натянем, разовьем свои схемы, чтобы натянуть на рыночные эти самые процессы. Ну, помнишь, в этом смысла нет. Мы можем, конечно, немножко методологизировать обычные схемы экономикса, макроэкономики там, и так далее. Но, опять же, смысла в этом никакого нет. Не было смысла, потому что они есть там такие у их, и да, нема да. сенсу их портировать. Да, да. Поэтому, ну, в отличие, скажем, от многих других людей, которые... Тогда же все учились рынку, да, вот в 90-е годы все начали учиться рынку. Но те, кто учились рынку, они все плавали на разных уровнях. Да? И мы попытались захватить все уровни рыночного мышления сверху донизу. Да? То есть поэтому фон Мизес, Хайек, там, это самое, вся Венская школа и так далее, с одной стороны, ну и экономика предприятия с другой стороны. То есть с Марксом мы выстраивали для себя просто понимательные схемы для этого. Специальных методологических схем для этого не требуется. Вот уже управление предприятием, например, это требует методологических схем, если понадобится, они есть, я их опробовал. Например, та же консалтинговая деятельность, вот моя с 2000 по 2003 год в Альпине Консалт, показывает, что, в общем, мы можем это и делать, и экспортировать, потому что мы сразу же, через год буквально, вышли на российский рынок, стали консультировать большие московские компании, игры проводить. Можно это делать. Ну, это зрозуміло. А другое було, сказали, що ось схеми, коли їх приміняють для керування країною, вони стикаються там з плюралізмом, демократичністю, і ось тут якби не зрозуміло, в чому тут проблема стикнення, чому воно виникає? Ну,
первое, что как бы можно сказать, да, что демократия заставляет, ну или как понимание демократии, да, углубление в то, что такое демократия на уровне страны, заставляет лучше понять то, что у нас забито в схеме мыследеятельности. Вот эти вот половинки, 3 уровня, коммуникации между ними и так далее. И этой схемы, как объемлющей для демократии, оказывается достаточно. Но там начинается все то, что вот мы сейчас приписываем Хабермасу, да, основные проблемы коммуникации. Основные проблемы коммуникации, которые упираются в то, что далеко не все может быть решено рациональным образом. И в действиях людей присутствуют разные представления об эффективности, о целесообразности, целенаправленности там и так далее. Причем такие настолько разные представления, что для них не бывает общего знаменателя. А что это означает, когда их не бывает для них не бывает общего знаменателя? Это означает, что они должны сосуществовать. Сосуществовать как разные, значит, над ними нельзя построить того, что у нас забито в схеме уже не мыследеятельности, а в схеме объемлющей системы. Ведь мы работали вот с этой системой, да? Деятельность над деятельностью. Говорят, что в принципе управленческие схемы все как бы могут быть вот такими, как бы, да? И тогда мы можем над деятельностью, которая подлежит организации, надстроить один фокус деятельности над деятельностью. Демократия же это вот такая линия. А раз так, да, то как бы схема мыследеятельности, эта заморочка, она описывается в принципе. Да? Но мы-то думали, что схема мыследеятельности это объемлющая схема для игры в деятельности. Не для управления, а для игры. А управляемые системы строятся вот по схеме объемлющей деятельности над деятельностью. Да? Когда это приходится признавать разные фокусы, то это приходится проблематизировать сразу несколько вещей. Ну не глубоко, ну так, чуть-чуть, удоплотнять. И вот мое первое удоплотнение состояло в добавлении к оргдеятельностной схеме, которая всегда существовала вот в таком виде. Да? 2 плоскости. Плоскости прагматики. И, собственно, в Беларусь я возвращаюсь уже не с выученной в Московском методологическом кружке 2-плоскостной схемой, а с 3-плоскостной схемой. Что мне это дает? Первое, что мне это дало, я перестал быть потенциальным ватником. Потому что, если бы я рассуждал без этой 3-й плоскости в схемах объемлющей и объемлемой системы в деятельности над деятельностью, да, я вынужден был бы говорить все то, что говорит Кебич, Мясникович, все премьеры, все идеологи белорусские и так далее. Да. Чтобы посмотрите на ресурсную базу, посмотрите на возможности системы деятельности, которая в Беларуси. Да. Попробуйте теперь выйти в деятельность над деятельностью и посмотреть на ее жизнеспособность. Вы должны будете признать, что без союза Беларуси и России вообще-то невозможно там, и так далее, и так далее. Да. Появление другого прагматического фокуса говорит, блин, пошла нахрен эта Россия. В принципе, ни к чему не ведет. Да? И это расширение, но не расширение видения, да? Но не исправление схем. Вот такое исправление схемы, я считаю это своим достижением, хотя тут особой, творческой какой-то мысли нет. Да? Вот это не схема. Это не схема, это проблематизация схемы деятельности, над деятельностью и все. Самостоятельной схемы это быть не может. И тогда приходится признать, что методология хороша для тоталитарных систем или тотальных систем. Закрытых. Вот каковыми, например, являются любые компании,
самого большого Любая масштаба. система деятельности. Да? Любые системы деятельности. Это может быть трест, холдинг, там, не знаю, Microsoft, все что угодно, да? Тут от миллиардов или что-то не зависит. Любую компанию можно построить, и там все методологические схемы будут работать. Взаимодействие между компаниями можно проанализировать на схеме мыследеятельности. Да? Но описание существования многих компаний предполагает, что управление этим построить так, как вот целостная система, нельзя. Монополистический капитал к этому стремится. Ну, то есть, вот это подчинение всей страны монопольной системе предприятия являлось идеалом, например, для Генри Форда. Таким же идеалом оно являлось для Муссолини, Гитлера, Сталина и для всех, да, которые распространяли принципы управления целостной системой на масштабы страны. А как тогда со страной будет? И вот розовые сопли либерастов меня в этом смысле никак не устраивали. И тогда приходится выходить на схемы рефлексивного управления, с одной стороны. То есть, если невозможно рациональное управление, давайте попробуем рефлексивное управление. Рефлексивное управление, если его опускать на уровень низкий, на психологический или социально-психологический уровень, это, ну, грубо говоря, манипуляция людьми. Да? Хорошо. В психологии мы можем так к этому отнестись, ну и дальше дело совести того, кто этим занимается. Хочешь манипулировать, хочешь не манипулировать, как бы, и так далее. Да? А если мы переведем это на более высокий уровень, как это возможно в больших системах типа нации? И тут пришлось восстанавливать, это уже к философии ближе, да? Восстанавливать всю историю философии нового времени, модернизма. Я заново начал читать Канта, и если я со школьных, ну, со студенческих времен усвоил дурацкую идею, что существует некая немецкая классическая философия, в которой относятся Кант, Гегель, Фихте и Шеллинг, да? И они вот это, одна компания. Я вдруг обнаружил такие колоссальные различия между Кантом и Гегелем. Это было для меня открытие. Когда я стал восстанавливать для себя, собственно, представление о нации. Современное европейское представление о нации. Да. Началось это все с Канта. Я обнаружил то, что сейчас Дацук описывает в твоей ссылке, как партию Гегеля, партию Канта. Причем почти антагонистические партии. Да. Я, тогда понимаю, елки-палки. Ведь я это должен был знать всегда. Всегда, потому что в истории и философии, которую я внимательно учил, я всегда этим интересовался, но не потому, что я хотел сделать это своей профессией, но потому что как культурный человек, так скажем. Да? Я ведь знал о существовании неокантианства, и неокантианство возникло сразу как оппозиция гегельянству в Германии. Почему это до меня не доходило раньше? Но до тех пор, пока я не стал заниматься этими вопросами, это непонятно. Это, это выпадает из поля. Тогда мне приходится восстанавливать философские основания современной нации. Как только я начал этим заниматься, я понимаю, что поздняк, все националисты, это, детский сад. Детский сад, которые абсолютно ни хрена не понимают в том, как строились и существуют современные нации. Но я сам не понимаю. И мне приходится этим заниматься. И чтобы заниматься этим, мне уже приходится перескакивать от просвещения XVIII века через оппозицию к партии Гегеля и всем вот этим тоталитаристским штукам, приходится обращаться к современной философии. И опять же, с удивлением хлопаю себя по лбу и говорю, я ведь опять же со студенческих ногтей знаю Бахтина, Бобера, Библера и так далее, всю эту диалогическую линию. Почему я не мог понять, что это не про Горбачева и Пантагрюэля, это не про карнавал,
Это про устройство современного мира. И тогда рефлексивное управление раз, оппозиция к кантовскому гражданскому обществу, попыток там с абсолютным духом выстроить тоталитаристические и пригодные в этом смысле для описания в наших советских методологических схемах системам деятельности, выводит меня на диалог сначала, потом и на игру. И тогда я понимаю, что это все, вот то, что как существует современная нация, современная цивилизация, не описываются схемами деятельности. А я-то воспитывался в методологии, которая снимает философию на том, что весь мир это деятельность. Трагедия. Если все-таки крыху назад там питание возникает, так ось там был разворот, что коли використовують схему комунікації для ефективного керування на уровне там низьким или соціально-бытовим, то это манипуляция, а коли выходите на высокий уровень, то это там можно дойти. Это тоталитаризм. Нет. Тобто там, ну... Рефлексивное управление? Рефлексивное управление. Нет, там есть большие проблемы. Тобто отказу, вы не забыли дать на его отказ, и его просто не можете. Нет, оно есть. Почему? И мы потом развивали. Вот мне сейчас не стояла задача рассказать всю философию, да? Ответ на это есть. Он состоит, ну, например, или там, я бы начал на него отвечать через категорию правящего класса. Да? Через правящий класс и, соответственно, его права, обязанности, возможности и так далее, и так далее. Потому что правящий класс, правящий именно, а не управляющий. Вот эти схемы методологические, они для ОРУ, для организации, руководства и управления нет лучших схем, чем методология. Для игры, не являющейся деятельностью, у нас есть только схемы мыследеятельности и схемы рефлексивного управления, лефевровские, разного рода. Да, и все. А вот когда мы начинаем переносить схемы рефлексивного управления с микроуровня, Лефевр, в общем, застрял на микроуровне, надо сказать, да, на макроуровень, хотя он пытался на макроуровне тоже работать, даже Поппер очень хвалил одну из работ Лефевра, но там очень забавная ситуация с этой работой Лефевра. Если Таня позволит, то я басню из нее расскажу. Только не сейчас, чуть потом. Так вот, фокус состоит в том, что когда мы выходим на рефлексивное управление большими системами, ну типа города, нации там, и так далее, да, нам приходится вспоминать целый ряд, скажем так, побочных философских ответвлений, наработок, которые, как правило, не попадают в практические приложения типа там, наработок по управлению, менеджменту и так далее. Да? Вот когда мы читаем аристотелевскую политику, мы видим там две штуки. С одной стороны, как бы город как система деятельности, и в этом смысле подлежащая рациональной политике, и для нее могут быть построены схемы руководства управления, организации руководства управления. Но Аристотель, будучи весьма гениальным человеком, в этом месте понимал, что демократия чревата тоталитаризмом всегда. Да? Если мы сохраняем принцип эффективного рационального управления городом в условиях демократии, то демократия рано или поздно выродится в диктатуру. А Аристотель настаивал на том, что город имеет другую ипостась. Город – это единство непохожих. И только как единство непохожих он может являться городом. Как только в каком-то городе устанавливается тирания или диктатура, она устраняет непохожесть, стандартизует эти вещи, и город перестает быть городом. То есть исчезает политика. И тогда рядом с управлением, со схемами управления, надо положить политические схемы. Тут я очередной раз толкаю себя по лбу и говорю,
СССР. Какие мы умные были, или там, ладно, каким умным был Петя Щедровицкий, что в ответ на предложение Союза кинематографистов научить менеджеров культуры, сказал, давайте мы будем учить их и культурной политике. Сейчас фишку. И так далее. Рядом с деятельностью надо было положить политику. Но как только мы начинаем класть политику, мы должны другие схемы опять туда присобачить. И тут начинается новая волна исследований, интереса моего к философии, но уже в более прикладных областях. Ну, например, к Веберу тому же, да? Я вспоминаю, Во-первых, Вебер пытался представить политику как культуру, как профессию, да? И задать в этом смысле некую концептуализацию политики. Во-вторых, Вебер начинал разрабатывать теорию бюрократии. Бюрократией заинтересовались еще до Вебера, но Вебер попытался ее построить. А это имеет отношение, с одной стороны, как к управлению, потому что системы управления не могут существовать без бюрократии, но и к политике. Да? И разбираясь уже с политикой, Вебер понимал, что бюрократия вырастает в отдельный класс, в отдельную социальную единицу, да? И с этим тоже надо разбираться. Ну и я начал потихоньку и с этим тоже разбираться. Но дальше надо было концептуализировать культурную политику. Если мы оказались такими умными в 1989 году, что еще на заре проблематизации старых методологических наработок, мы уже выдвинули концепт, противостоящий к деятельности, да, политике. Но этот концепт был еще робким до снятия с деятельности статуса предельной онтологии. И, между прочим, очень болезненно уже в АГТ-2 да, мы пытались, бились головой об доску, головой водолазкой в основном, да, восстанавливая игру в качестве альтернативы онтологии деятельности. Это даже отчасти происходило у тебя на глазах. Ось тут переход. Это просто зараз так, я коли розказую, що це була суперечність, суперечність супротивлення діяльності і політики, і тут як отказ возникла гуля. Нет. Знаешь, конечно, развитие чего бы то ни было, а уж мышление, в первую очередь, не однородно, оно гетерохронно. Да. Там одновременно несколько линий, и они все переплетаются между собой и так далее. Онтология игры в виде мыследеятельности, через опыт и практику оргдеятельностных игр, мы, методологи, получили к 1981 году. 2 года после первой игры ушли на то, чтобы построить представление об игре, да, имея в виду оргдеятельностную игру. И мы получили схему мыследеятельности. То есть представления об игре у нас были задолго до начала перестройки и развала Советского Союза. Потом мы юзали игру для ускорения этого развала. Но это было до. Но политика не была концептуализирована. И мы вообще политику презирали. Потому что управление хорошая, красивая штука. Она рациональна. А политика-то иррациональна. С иррациональностью примириться я смог только введя плоскость прагматики. Но плоскость я ввел, а что на ней? И на ней я кладу разного рода интересы, да, которые не сшиваются ни в какую рациональную систему. Я просто вынужден с ними считаться. Это, с одной стороны, делает меня на микроуровне абсолютно не манипулируемым человеком. Мной нельзя манипулировать. Ну и я кладу себе запрет на манипуляцию. Я никем не манипулирую. Я требую самоопределения. Причем жестко. Вплоть до манипулятивных техник.
если нужно добиться самоопределения, можно и манипулировать немного. Да, но не корости ради. Конечно. Не корости ради, а для того, чтобы... Вот смотри, единственное, что я могу сказать про плоскость прагматики. Так это вы все еще на мой птянь казались, да? А? Да. Она должна быть наполнена. Как и чем, этого я не понимаю. Но то, что она должна быть наполнена, это точно. Окей. Дальше я могу презирать, издеваться над организованностями прагматическими, которые там лежат. Да? Вот как я долгое время издевался над вашей толокой. Это продолжу еще. Ну я опять куда-то не туда пошел. Ну, Я уже не знаю, куда вы идете. Я повторю питание. Ну, была Хотя вчерашний. ветка про деятельность, якая супротивляется політиці. Ну, тобто, уже деятельность это не определенная Политика политика, это, да, не деятельность. Да. да, а политика больше как бы можно описать там нечто больше. Вот. Ну, не больше, но другое описано. Допустим, да. Ну, а в чим питання, що не зрозуміло, то що одразу, коли було розповідь про діяльність, яка поставляється політиці, там всі, як до нас відносяться, а наступним одразу виникає гульня. І ось не зрозуміло, як тут гульня виникає і як воно зв'язано з питанням того, що зарозбираємося з політикою. Зрозуміло, що мышление идет там гидрохромно и там разные ветки, или как бы... Подожди, ты в моем рассказе помнишь, как я несколько раз сейчас, отвечая тебе на вопросы, хлопался о пол, изображая, что до меня доходило в процессе разбирательства, доходили какие-то вещи, которые я должен был бы знать да, раньше. То есть я про это читал, я это дошло видел, позднее. да, а соображал, когда надо было, когда мне надо было, да, что-то понимать. И вот, скажем, про политику. Пришло время, я начал понимать что-то про политику. Когда я и сам занялся. Так, а гуляют вообще коннекции Подожди. политицы? Ну, гульня. А гульня была раньше. Ты что понимаешь? Я думаю, что непонятно следующее. Да? Вот деятельность и игра, когда говорит про это Мацкевич, это формы схватывания мышлением каких-то ситуаций. Вот деятельность это была форма схватывания, методологического схватывания любой ситуации. Параллельно с развитием представления о деятельности, которое предполагалось схватывать любые и все ситуации, развивалась там антология, представление об игре, но как частное, как некое узкое там, и так далее. Вот какой-то параллельный такой непонятный странный процесс. Потом в реальности, не в мышлении, а в реальности, люди вваливаются в политику. Политику как реальность, как ситуации, как... Причем политику долгое время, если не ввалишься туда, можно рассматривать как не важно. И многие описывают политику как деятельность. И потом, пытаясь работать с этим, стало понятно, что формой схватывания как деятельности, она не берется, политика. Да. А вот оказывается, что то, что было наработано в игре, оно куда ближе то есть через это можно схватить политику. Да, то есть это в этом смысле деятельность и игра это форма мышления, форма схватывания мышления. А политика это реальность, в смысле то, во что ввалились, то, что оказалось там и так далее. То есть это эти две разные. И игра, она оказалась, в смысле методологические представления об игре, они оказались недоделанные, так, чтобы уже прям все схватить, но они оказались самыми передовыми для понимания современных форм политики, коммуникации, вообще любой ситуации, в которой мы оказываемся. И это как раз таки у тым ліку працяг гэтага дыстанцыйнага кіравання на макроўзроўні. То бок, калі на мікро это манипуляция, то на макро... На микроманипуляция, в смысле на человеческом уровне, когда ты начинаешь обсуждать рефлексивное управление или взаимоотношения между разными прагматически настроенными субъектами, да, то на уровне человек-человек это описывается, это не есть, это описывается как манипуляция. Описывается. Вот. Да. Потому что там ведь нужно приходить к компромиссам, как по-человечески. А на уровне, страны или стран разных, да, то есть на уровне политики.
Как это, ну, в общем, описывается, не очень понятно. Ну, ближайшая Ну, схема. есть, это мы игра. пытались, кстати, искать. Ну. Ну, например, изучая теорию дипломатии. Да? Потому что дипломатия есть форма схватывания вот этой вот штуки на уровне высоком, да? На уровне государств, там, не знаю, политических систем и так далее. Дипломатия. Оказывается, вообще достаточно много про дипломатию интересного можно почитать. Но это примерно как с педагогикой. Да? Опыт есть, а то, как это описывается, Ну, описывается в другой дисциплинарности. и не просто в дисциплинарности, оно описывается вот в режиме вот этого, Ну, да? да. Вранье, да? В режиме самопознания. Так, правильно я понял, что никаких специальных схем для схватывания политики нету? Нет, подожди, вот смотри, Таня же сказала, для того, чтобы схватить политику, мы обнаружили, что наработки про категории игры, про понятие игры годятся гораздо лучше. Да. Деятельность Или представления. правительственное управление. Просто как бы вот, ну, если представить, что ну, как бы феноменально существует деятельность, игра и политика, то схемы были разработаны для деятельности игры, а политику применяли либо деятельность, либо игры стали применять. Да. То есть ничего специального нет. Ну, как, ну, Специального ничего Нет. нет, да, конечно. Да, а поскольку как бы эти схемы, которые существуют, ну, деятельность и игра, там, да, ну, вообще любые схемы, которые методологи разрабатывают, они всегда претендуют на предельность, да, то в этом смысле дело не в том, чтобы найти это соответствие, ну, как это, есть деятельность, игра, политика, ну, еще какая-нибудь личная жизнь, и, значит, каждому придумать схему, а чтобы найти такую, через которую все можно, ну, нам же это предельная нужна, универсальную отвертку от всего. ну, может, не универсальную, но... Ну тут скорее не отвертку, да, а сначала рамку. То есть рамку, которая не выбрасывала бы политику. Ведь понимаешь, вот скажем, как-то вот такой текст спорит с Кацуком про коммунальное. Ну он скорее не связанный текст такой, а как бы набор тезисов про это и разворотов всяких, которые я мог себе представить. Он где-то на Warwig.pa еще это самое, на старом сайте Warwig.com, теперь Warwig.org. Но это уже, он как бы не рабочий сайт, поэтому это надо вылавливать специально. Вот. Но смотри, какая штука забавная. Мы это слово коммунальное заимствовали у Зиновьева. Для Зиновьева это было грязное ругательство. То есть все коммунальное – это то, что плохое есть, да, вот в человеке. Нерациональное, дурное, ну как коммунальная квартира, да. Вся дурь как бы человеческая, вот она… Не поддающиеся мышлению и управлению. И вот про это думать не надо было, да? Это надо было всякий раз выбрасывать. В игре, распознав коммунальность, надо было душить ее. Ну, или просто справляться, ну да, но Ну не да. думать про это. Или, если не деваться некуда, надо было просто выигрывать коммунально, как бы там, ну и так далее, да? Чтобы двигаться дальше в деятельности, в коммуникации, там, еще и в проектировании, там, программировании и так далее, да? Потом вдруг обнаружилось, ну как обнаружилось, когда мы начинаем заниматься политикой, мы уже не можем так к коммунальности относиться. Коммунальность входит в плоть, плоть от плоти политическую. Тогда, то, что раньше обозначалось словом, которое предназначало вот это содержание, этот объект для выбрасывания в мусор, теперь с ним надо разбираться. Я начал чего-то там концептуализировать для себя про коммунальные отношения. Потому что как только мы переходим от деятельности к политике, деваться от этого нельзя никуда. Дальше. То, что раньше мы считали недостойным включения в методологический дискурс, методологическое рассуждение, методологические схемы. Ну, то, что человеческое, слишком человеческое там, да? Вдруг мы обнаруживаем пробел, потому что политику нельзя представить себе без человека. Значит, мы пробел обнаруживаем в методологической антропологии. Надо ее разрабатывать. За неимением ничего лучшего мы можем обратиться к психологии, но мы-то понимаем уже как бы. Дело в том, что психология, как и дизайн, градостроительство, да, это слишком освоенные методологией профессиональные зоны.
Поэтому психологией никого из методологов не заманишь. Но то, что мы имеем упущение в антропологической рамке, это стало очевидно, и значит надо этим заниматься. Ну как заниматься? Без психологизмов, опять же, да? Ну и тут мы опять обнаруживаем, делаем открытие. Аурелио Пиччи. Сначала я думал просто заменить это индивидуальностью. Да? Ну и в общем, в моей философии, если кто-то видел лекции, там, как бы это занимает большое место. И в реформе образования еще раньше, вот томская лекция моя, там, ну, единственная сохранившаяся, как бы, да, потому что там была серия лекций прочитана в Томске, а вот это вот, ну, была стенографирована и почему-то сохранилась. Про индивидуальность. То есть я думал ограничиться, не влезая в это, да, ограничиться категорией индивидуальности. Но потом мы через Аурелио Пиччи выходим еще на эти штуки. И все это как кирпичики, как строительный материал для представления об игре тащим. А я, наверное, два слова про игру. Потому что мне этого хватило, хотя вот Таня как бы со мной не соглашается. Да? Дело в том, что в политике и в игре человек представлен позиционно по-разному. В политике и в деятельности, да? То есть в игре и в деятельности, лучше так сказать. А если политику рассматривать как игру, то, соответственно, в политике. Это чебурашка. Схема деятельности предполагает один человек, одно сознание. Да? А сознание, соответственно, это то, что вбирает в себя мир. А игра требует удвоенного того сознания. И вот этот, как бы, этот принцип, да, или вот эта вот запись дает нам хорошие, как бы, шансы или преимущества при разбирательстве с политическими процессами. Вообще говоря, вот это вот переход, плохо осознаваемый, до которого я годами доходил, схвачен был уже мною в 1994 году, казалось бы, незначимыми словами, вопреки очевидности. То есть, что я делал этим текстом «Беларусь вопреки очевидности»? Если вы его начнете читать, он уже политический, он уже игровой. И только осознание этого, оно там еще как это, далеко до совершенства. Поэтому там много в этом смысле неосознанного или поэтического. Но как, язык умнее человека, текст умнее человека. И вот там есть Беларусь. В этом тексте, как она есть, и есть Беларусь вопреки очевидности. И, собственно, текст написан про две Беларуси сразу. А как это? Вот я тогда не знал, что я делаю. А сейчас, когда я понял, текст, в котором я задаю себе содержательные основания программы культурной политики, то есть своей жизни в Беларуси на многие годы, да, написан сразу про две Беларуси и представляет мое раздвоенное сознание. Я тогда писал, не понимая, что я делаю. Теперь я это понял, и попросите меня теперь заново написать этот текст. Я ни хрена не сделаю. Я не знаю, как это делается. Понимаете? Мне такая задача не под силу. Когда я это понял. Вот если бы я этого не понимал, как нифиг делать. Ну, правда, получилось то, что получилось, в общем. Никто прочесть не может.
Вот. Но понимаете, как только у нас сходятся в нерешенных вопросах, да, вопросы о человеке, вопросы о соотношении сознания человеческого, коммунального, социального, культурного в человеке и так далее, с одной стороны, мы понимаем, что тех принципов схематизации, которыми мы владеем, которые предназначены были для схематизации деятельности, соответственно, мышления как деятельности и даже мысли деятельности, переходной схемы от деятельности к игре. Этого недостаточно для увязывания всех вот этих вот гетерономных оснований, которые мы пытаемся связать между собой. А что значит, что мы делаем, когда недостаточно у нас схем? Мы начинаем медитировать, страдать, фантазировать, воображать. Это и есть философия. Я угадал. Правильно? Пространство прагматики, оно настолько меняет, сразу, что нельзя, допустим, человека манипулировать, он по-другому смотрит на эту схему, которая есть здесь. Ну вот, Николай, смотри, ведь Георгий Петрович и методологи старших поколений, они ж не были тупыми, чтобы игнорировать прагматику, да? Но они же говорили про цели, ценности, это все было как бы, да? Почему они не выделяли в своей работе, да, на своем верстаке или в конфигураторе вот этой плоскости? Ну, я сначала как это тебя настраиваю, да, задаю вопрос, чтобы потом, когда ты проникнешься этим вопросом, на него ответить. По очень простой причине. Потому что считали цели константами. Понимаешь, цели ставит партия. И это настолько глубоко въелось в сознание. Замовник. А? Замовник. Ну да, в сознание методологов 50-х годов, что в это время ими в голову бы не приходило. Ну, столько партий, сколько это историческое, там, Ну, самое, да, ну, в да, смысле, партии, они не верили Сталину, они все были антисталинистами, тем более Хрущеву, понимаете, то есть они не персонифицировали партию вот в виде таких этих, да, и да и съездом партии они не верили, как бы. Что они не могли прочесть, что там написано, как бы, да, но они по-марксистски были историцистами. Они говорят, партия в данном случае это то, что мы понимаем в плане исторических процессов, исторической закономерности. Поэтому ценности не подлежат, ну, скажем так, мышлению. Они константны. Это все равно, как вот, знаешь, религиозные войны, да? Религиозные споры. Блин, сколько существует христианства, столько христиане режут друг друга. Там, бьются там и так далее. Но они все едины, вот, в чем они не сомневаются, да? Что Бог, Отец, сотворил небо и землю. Да? В том, что как бы, Он един в трех лицах, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, да? Что Бог сам себя в лице своей третьей ипостаси принес в жертву для искупления грехов собственного же творения, принял эту жертву, помиловал и возлюбил. Да? Поэтому всем нам вообще-то предназначено, предуготовано спасение
если мы сами только от этого не откажемся. Вот в это во всем христиане верят. Но дерутся они, потому что из-за всякой ерунды. Подробности. Кто именно, когда именно? Ну, типа там, а еще хуже, с какими пальцами креститься, например. Также и методологи 50-х, 60-х, 70-х годов. Видишь, можно о чем угодно спорить. Какие цели надо ставить для Днепрогресса, какие цели надо ставить для Белоярской атомной электростанции. Надо ли вообще ставить целью разработку ассортиментов товаров народного потребления, там, ну и так далее. Да? Это они все могли обсуждать. Но предельные цели и ценности, они ясны и понятны. А как только мы переходим в область политики, выяснится, ни хрена подобного. Вот и все. И как только это осознается, что ни хрена подобного, то возникает плоскость, куда надо разное класть. Для чего у нас существует объектно-онтологическая доска? Чтобы туда класть разные картины мира. Разные. Но если это плоскость, то на ней надо хотя бы одну подробно нарисовать. Плоскость прагматики существует и появляется в ней необходимость только тогда, когда цельности, предельные цели разные. Тогда их надо куда-то складывать. И поэтому, скажем, вот, знаешь, это мы сейчас перестали ездить в Москву и вообще с москвичами дело иметь. Но когда я в 90-е годы, ну, я где-то года до 2002-го часто бывал в Москве. В 2002 году я разошелся с ними сильно на украинском вопросе. Вот. Но пока я один туда ездил, я воспринимался ими как свой, но чудак. Ну, потому что идиот поменять Москву на провинциальный Минск, ну, это надо быть немножко шарнутым, как бы, да? Но они никак не могли допустить, что я менял не Москву на провинциальный Минск. Я менял столицу чужого для меня государства на столицу своего. Для них помыслить Беларусь как самостоятельное что-то, да, независимое от московских ценностей, было нельзя. Они не были ватниками, они не были там, не пытались там, не знаю, захватить Беларусь, оккупировать и так далее. Но в мозгах ее не было. Чего ее захватывать, если она и так своя? Да. Еще когда там Оксана с Таней ездили, по-моему, вы с Оксаной тогда ездили, да, или с кем? Да. Один из последних визитов в Москву, да. И то, как бы, это, понимаешь, методологи в Беларуси, не смешите, как бы, такого быть не может. Тогда было протестующее мышление в Беларуси. Ну, Мы с Петром быстренько пособачились. Просто это на инстинктивном уровне Да. происходит. Потому что у них нет этой плоскости до сих пор. Ну, думаю, у Петра уже есть. У Петра уже, похоже, есть. Но Петр, видишь, он же тоже проделал совершенно другой кульбит и тоже пришел к философии. Правда, скорее к истории философии, но... Так вот, смотрите, я сейчас все-таки про философию. Да? Из вашего всего рассказа получается, что философия – это такой предэтап оформления потом в некие методологические ясные схемы. Это этап страданий и размышлений. Или нет? Или это все-таки, ну, там, у них, не знаю, там, разный предмет, разный способ работы? Ну да, это разный способ работы. Да. Понимаешь, как бы, страдания, они ведь и не, ну это вы так, страдания, да. Это вы так изложили, то есть нифига непонятно, как бы, ну вот есть там темы, которые вы назвали, там, игра, например, да, там, или там, индивидуальность. И зачем для них философия, если с ними может работать методология? Ну, есть. Это же інше питання, тобто, чим перше. Ну, тобто, ну тут ладно, я просто, что я зрозумів, ну, то есть, что философия это как бы
ну, ось розповідав Володимир, то, к чему приходите, не то, что выбираете. Ну, там, ну, такие, на прикладе конкретного, ну, Нет, может, понятно. не реализовать, Не важно, почему, ну, как бы, вот, понимаешь, ведь, Я думаю, ведь что приходят... все так в жизни. Нет, подождите. Это не исключает выбора. Как бы, он же не это самое, не приходит куда-то и говорит, ага, это философия. Он приходит к каким-то вопросам. Почему эти вопросы называются философскими, если за 50 лет до этого было обсуждено и принято, что методология снимает философию? Ну, точно так же, как и науку снимает. Да. Раз снимает но науку, при то этом снимает вы... и исследования. Но при этом вы... Но я же не прекращаю заниматься исследованиями. Но не научные. Ну, я-то считаю, что они научные, как бы, да, но научные на совершенно другом этапе гуманитарных наук, Тогда, методологизированных. Так и методология философией я занимаюсь, СНД. Нет, ну вот с исследованиями я, например, могу понять, что исследование это как бы разбор материала. Да? Исследование это исследование характеристик материала, еще чего-то такого. А философия в каком месте? Ну вот, понимаешь, как бы, ты права, и я не отрицаю того, что методология снимает в том числе и философию. Не, мне это казалось, что как раз когда вы стали сколько-то лет назад провозглашать возвращение к СНД философии, это было достаточно радикально противоречило предыдущим тезисам и в общем. Ну, не знаю, может быть, в чем-то радикально. Если бы я выбрал другую рамку, вы же мне задали пока две определенных рамки. Да, конечно. Что там пишете? Не видишь ничего. Не уходя никуда от деятельности, даже понимая, например, что игра есть в некотором смысле альтернатива деятельности и так далее, да? Но во многом, когда мы занимаемся такими вещами, которые я называю заботами и работами, мы в любом случае привлекаем деятельностное представление. Привлекая деятельностное представление, мы можем выделить ряд типов деятельности. Эти типы деятельности, мыслительной деятельности, они несут на себе, потенциал превращения в предметность такой, да? Ну, вот, например, есть, соответственно, аналитика. Ну, я же не могу, когда надо анализировать ситуацию, не заниматься аналитикой. Исследование – это наука. Ну, как ты ни крути, понимаешь, ты можешь заниматься методологией естественных наук, спорить, как Дельтей, про Гайствиссеншафт, Натурвиссеншафт и так далее. Исследование – это то, что построено на эмпирике и так далее. Да? И вот смотри, я написал программный текст, представив в Беларуси, вопреки очевидности, себя таким чебурашкой. Одновременно пишу про Беларусь, як яна есть, и про Беларусь, какая она повинна быть, як моя быть. Да? Дальше я говорю, слушайте, про то, какой она должна быть, вопреки очевидности, я вам расскажу. Достаточно фантазии и кое-какими литературными этими приемчиками я владею, я вам могу нафантазировать, рассказать. Но вот фантазировать относительно того, какой Беларусь есть, недопустимо. Это подлежит эмпирическому исследованию. Я иду исследовать. Я занимался исследованием в том числе. А потом мне надо будет что-то спроектировать. И так далее. Так вот, философия, философствование. Для меня лежит в этом ряду. Анализ
ситуации, исследование, проектирование, конструирование, конституирование, философствование. Отлично. Тогда в чем его специфика? И вот теперь, когда мы занимаемся, когда мы поняли с тобой, что нам нужна иная, предельная и объемлющая онтология, да, мы строим очень сложную картину мира некую. Потому что это не просто вот взять одну картину мира и поверх другой нарисовать. Тут возникают соответствующие сложности, которые Лефевр когда-то называл, скажем, системы, нарисованные на системах. И так далее. Да? Потому что игра не отменяет деятельность. Она ее тоже снимает. Поэтому вот усложнение при переходе от картины мира к другой картине мира, усложнение катастрофическое. Да? И тогда я говорю, знаете, прежде чем конструировать и конституировать картину мира новую, мне придется пройти этап философствования. В чем он состоит? Я уже назвал. Я назвал. В уже исследовании не научном, а исследовании на зуб, на вкус неких категорий. Да? Про игру, про еще что-нибудь, про воображение, про будущее, про начало. И само философствование, вот если вы почитаете, как я вводил философию, что такое философия? Разговор. Я говорю, это разговор. Понимаете, философия не изобретает ничего нового. Философия не открывает ничего нового. Философия говорит о том, чего никто не знает. Методология такими глупостями не занимается. Я не буду теперь рассказывать лекции, я вам уже это все рассказывал. Но только вы должны ловить себя на тех местах, которые я вам уже сегодня не рассказывал, но показывал. Время от времени хлопать себя по лбу и говорить, ну вот, так мы это же знаем. Просто не придавали этому значения. Я поняла. Хочешь быть философом внутри методологии? Сиди, хлопай себя по лбу и разговаривай. Но сначала построй машинку в виде летучего университета, Евробеларуси, ЦЕТа, домик, второй этаж застрой, посади дерево, ну и так далее. Потом сиди, хлопай себя по лбу, разговаривай. А вам это с кем будете разговаривать? Надо же вам собеседовать. Ну так у меня же есть куда пригласить на собеседование. Ну, какому-нибудь философу не СМД, вот смотрите, была философия. От философии мы восходим, пропуская ряд этапов, к методологии. В методологии, сталкиваясь с проблемами, мы приходим в систему мыследеятельностной философии. И вот эта философия, и вот эта философия. Но ведь есть разница. Неужели ты не чувствуешь разницы между мной и боярином? Как тебе не стыдно? Между вами, боярин, не такая уж большая разница. Вот между вами и Серьезно? Барковским, вот это да. Между боярином еще больше, чем между Барковским. Барковский уже втянут. Да. Конечно. А боярин? Вот боярин, Акудович, даже Щецова, там и так далее. Дубинецкая. Они вот этой философией занимаются. Я вот это. Это потому, что у них домика А нет. мне кажется, вот Конечно. боярин на уровне методологии. Проскочил. Ну, Блин, возьмите этот самый видеозапись его выступления на последней конференции. Оно прекрасно, это выступление. Ну, послушайте глагол. ну, должно быть там, типа, там... ну, Есть, должно быть и так далее. Да?
Ну так это же как бы, ну, Он же конструктивизм. разговаривает о том, чего пока нет. Он не умеет разговаривать вообще. Ну это ему тяжело дается, это правда. Да. И в этом смысле, мне кажется, он тоже такой тоталитарный, этот, как это... Это я вчера, когда вот с этой самой, со Светой начинали разбирать, а потом перекинулись на Евгена. Я говорил, Бог есть. Понимаете, вот встретились два человека. Один верующий, другой неверующий. Один говорит, Бог есть. Бога нет. Да ты не видел. И ты не видел. А ты не знаешь. Ты не знаешь. Нету Бога, есть Бог. Это разговор. Дебилизм это, а не разговор. Вы видели, вот когда-нибудь пускали к себе свидетелей Иеговы? Да. Разговаривали? А? Я даже помню, к нам на офис зашли Ну, предыдущие, они вылетели ошпаренные. Но исследователи Иеговы это еще как бы отдельная штука. Но Исследователи хорошо Иеговы. подготовленные. Владимир Владимирович, А? исследователи Иеговы, да, также философы и конструкторы. Ну ладно, ну пусть даже эти самые последователи Иеговы, свидетели. Как они разговаривают? Они начинают вам... Пришли рассказать ему об Богу. Не, они спрашивают, там, знаете ли вы, Ну что да. Бог есть? Они сначала вас спрашивают. Правильный ответ. Понимаете, они вам не приходят и не сообщают, Бог есть. Или там, поцелуйте Хэнка в жопу, он даст вам миллион. Понимаете, они так не говорят. Они гораздо хитрее этих всех метафизиков. Ну, просто они Они знают, сначала вас цепляют, они сначала выясняют. это манипуляция. Да ладно, манипуляции, ну, конечно, как они без манипуляций могли бы вообще? Войти. Но эти манипуляции построены на правильных схемах. Да, но боярин искренне сразу вам рассказывает все без этих всяких манипуляций. А вы не Да, можете да. без этого, без маркетинга предложения вам идей что-нибудь Тоже услышать. мне новый яхвист, велохвист. Берешит бара и лохиманки. Понимаешь? Ну, с боярином, да. Так есть сильно цікава работает. ветка такая. А чему все-таки? Не? Что нет? Ну, чему он самый низший из этих трех? Потому что он как... Нет, ну не выше. Это я взял только Не, ну, я как бы разумею. одну веточку, Это прикол, а да. там еще наука существует. Ну, к тому, что так, ну, то, что Іван почав там, антитезис, але не дожав, мені здається. Тому що не довисвітлилося. Я так понимаю, Владимир Владимирович считает боярина таким древнегреческим философом, который говорит, там, ну, начинает Онтологистом, строить... ну, да. Метафизика, да. Да. Но у него-то есть тенденция как бы в мир, менять мир из этой выстроенной метафизики. То есть, Конечно. Так у всех философов Конечно. такая Да не- интенция. Не у всех. Не у всех, не у всех, но у некоторых точно была такая интенция. Не, ну у него же и общее представление о мире таково, что как бы словом, ну, Да, то есть да. через слова меняется, ну, через понятия, слова, там, введение, все меняется. Поэтому, да, поэтому он и говорит слова так, чтобы они... Так, не зрозуміло, так, а коли пойти там от противного, яким повинен бути боярин, как быть ось на там, крок выше? Что, Нет, чтобы поговорить с вами как философ с философом современное. Ну вот смотри, спроси меня и боярина. Вот поставь рядом, да, и спроси нас один и тот же вопрос. Например, что есть что? Ну? И что ты получишь в ответ? От боярина. Это есть это. Он тебе скажет. Да? А я что тебе скажу? Начните рассказывать, где вы родились, как вам было тяжело. Через 2 часа скажете, так какой был вопрос? Вежливый Я человек, чисто промолчи. по-еврейски. Я спрошу, а в каких рамках ты это спрашиваешь? С какой целью интересуетесь? Потом я тебе что-нибудь про это расскажу. А потом скажу, блин, и вот во всем этом надо было бы усомниться. Нет, я знаю. Вы Манипуляция видите... высочайшего уровня. Никаких манипуляций. Я же правда сомневаюсь.
Ви зробите ту процедуру, яку я ще раз вас витискиваю. Бадлан. Еще одну рамку ввести. Это не про то, а про то. Да, но при этом, понимаешь, вот, да, наверное, я не довел до ума вот этот курс от философского задумения до практичной категоричности. Да, практичной категоричности, по-моему. Ну да, потому что, сомневаясь во всем, философствуя, то есть разговаривая о том, о чем мы с тобой не знаем, оба, да? Я же говорю, что когда я философствую, я говорю о том, о чем не знаю. Я знаю, что мой собеседник не знает. Хуже того, я знаю, что никто в мире об этом не знает. Этим я отличаюсь уже по установке от боярина, например, который знает. Знает, как устроен мир. Ну, по крайней мере, в той части, в которой он это обсуждает. Да? Он обсуждает и красивую версию предлагает, очень стройную, там, увлекательную и так далее. Вот. И я об этом разговариваю и продвигаюсь к тому, чтобы что-то знать про это. Знать хотя бы там, отбрасывая то, что не имеет смысла туда класть, там, и так далее. Да? То есть я как-то вот с этим совсем обогащаюсь. Но более того, есть места, где я могу разговаривать почти как боярин. Но это не места, философские места. это не философские места. Это не философские места, потому что, вот, например, планируя практическую деятельность, так как я разговариваю вот, в философском режиме, так разговаривать нельзя. В практике там 3 рубля это 3 рубля. Яма это яма, кирпич это кирпич. И не философствовать про это. Мне кажется, вот боярин он, как бы, в режиме уже практики. То есть он с вами не философствует, ему как бы нацию надо строить. И что ему тут как бы, типа, сомневаться? Ну дайте ему нацию, наконец, которую вам не жалко. Нет, Дайте, пусть строит. подожди, ну если как бы, если да, Только он же, блин, доступа к нации не имеет. Тоже мне, блин, А вот отличается он в этом своей интенции от вас, которые приехали там, сколько-то, 20-30 лет назад в Беларусь? Конечно, отличается. Университетом. Ну, я бы сказал, строительными лесами, да? Вот боярину бедному никто нацию не даст. Потому что всем жалко, если у кого-то и есть, им жалко свою нацию. А те, у кого нет, ну и спрашивать нечего. Ну, видишь, сам А я знаю, и постулаты, и допущения читали, да? Нация относится к таким объектам, по отношению к которым ни одно индивидуальное субъектное действие невозможно. Даже самодержец, всея там римской, священной, русской империи и так далее, не распоряжается всей империей. Даже китайский император. Поэтому, как бы, я это понимаю, да, и говорю, я могу, ну не знаю, как, облучить это гамма-лучами. Как тут связь. Тогда я говорю, надо взорвать Чернобыль, например. Или что-нибудь еще. Я выстраиваю себе, а чтобы взорвать Чернобыль, надо пронести туда взрывчатку, там, не знаю, замаскироваться. И много всякого сделать надо. Если вы хотите хотя бы минимальное действие произвести. Выпустить книжку, это, нет, ну, достойное занятие, в общем, но это явно недостаточно. Поэтому я начинаю обустраивать леса строительные, или там какие-нибудь подмостки, там, или еще что-нибудь, да, и так далее. Летучий университет к этому относится. А ГТ-1, а ГТ-2, политические партии, средства массовой информации и так далее. Я все это собираю, как жадина в кучу, как бы, да, и как спрут пытаюсь этим всем манипулировать. А в перерывах вечером немного философствует. Ах, черт побери, все это совсем не так. Мне так кажется, что как это, у вас просто вся ваша вот способность к этому социальному обустройству там, ну, и построению неких субъектов, она происходит из вашего, ну, как бы, не знаю, опыта, да? То есть, то, что... Она вытекает из моей философии.
Ну и в том числе как бы из ваших способностей. Вы же как бы говорите, я приходил... У меня никаких способностей нет. Ну как же, вы с социальным Я капиталом, интроверт. с социальным капиталом пришли, вы же не... Я его зарабатывал. Ну да. Ну. То есть, а боярин как бы, он в чем силен? Он силен в построении символьных систем. Не-не-не, Как бы, подожди. и он работает над тем, что может. И он создает себе как бы, ну, платформу, вот всю эту свамову, и с этой платформы собирается потом обрушить всю ее мощь на то, что... Иван, я вот, в отличие от Водолазской, не рассказал тебе свое детство. И тем, кем я был вообще вот, в былые времена. До 20 с чем-то лет я был абсолютно отмороженным, интровертированным, некоммуникабельным, застенчивым чуваком. Хануриком, который ходил с книжкой под мышкой, в очочках, как бы, да. Вот. И все, чего делал, как бы, это размышлял о причинах. Нет, временами там мог в футбол сыграть с кем-нибудь, там еще что-нибудь. Но в общем-то имидж и вся вот как бы весь хабитус был вот такой. Книжечка под мышечкой, забиться куда-нибудь в уголок. Когда меня звали на вечеринки какие-нибудь, я такие самые шарахался, девочек боялся и так далее. Потом, как бы, потихоньку освоиться, я начинал понимать, ага, блин, мне же нужно вот это сделать, мне вот это нужно добыть. Я начинал что-то приобретать, я менял себя в том числе. В какие-то моменты я демонстрировал предельно экстраверсированное поведение. Я природу, темперамент свой менял. И приобретал то, что мне необходимо. Не потому, что у меня способности такие есть. Ни хрена у меня никаких способностей. Я не говорю их как врожденно, я говорю, что вот в тот момент, когда вы начали работать со стороной как с объектом, у вас, ну, как это было, к этому, ну... Иван, я думаю, что тут дело не в капитале там, да, или в способностях или ресурсах, да, ну, в смысле, не столько в этом, а скорее, что к тому моменту, как Маскевич стал работать с страной, к тому моменту, как, ну, боярин стал мыслить страну, у них разные, ну, вот, в смысле, разные философии, разное представление о том, как, ну, каким путем мышление меняет эту страну. Да. У Мацкевича это, ну, это связано с практикой, у боярина это, ну, это платоновский мир. Ну, в этом смысле. Да. И как бы это разные представления о мире и о возможности мышления действовать. Ну, то есть, и они оба как бы крайне адекватно выстраивают в своих системах, выстраивают там свою философию. Так тут питання, що боярин, він в принципі, ось якби, так як розказує, так думає, що можна міняти, чи він просто знаходиться Да, умовно в нулевом пункте один? Нет, вот, подожди, он, мне кажется, что он там абсолютно ну, как, целен и ну, полноценен в своем представлении о мире и в своем действии в этом мире. Ну, вот, И в этом смысле, ну, там, по поводу уже ресурсов и капитала, я не знаю, знаешь ли ты, что боярин до того, как он съехал по Индии, по своим, да, он, а это начало 2000-х было, он имел офигенный капитал в Беларуси, ну, в смысле в интеллектуальном этом самом, потому что он был лучшим, ну, реально признан всеми мэтрами, лучшим поэтом, причем поэтом-метафизиком. У него был огромный капитал. И, ну, как бы, он был совсем молодым еще этим самым, и его, в общем, все, вот, ну, вся эта братья, которая собиралась вчера, там, и более широкий круг, признавали считал его открытием, причем философом и поэтом. Ну, и у него были эти самые, ну, несравнимые возможности, ну, в смысле, вот, особенно в той логике, ну, в которой он сейчас действует, да, ну, то есть в той вот этого, среде. в той среде. Ну, а опыта социального-то действия, как бы... А ему, нет, я Он просто не думаю, что считает его ценным. в его картине мира и представлениях о там, мышлении и деятельности в этом нету даже потребности. Дело не в том, что у него не хватает, а в том, что он, в общем, с этим особенно не работает. Ну, может быть, я, конечно, как бы, это через мою интерпретацию, но вот есть, знаете, такая связь с сообществом. Когда ты говоришь сам себе, я должен делать то, что я должен, а сообщество, которому я доверяю, оно, ну, как бы, о меня может тогда опереться. То есть, если я, ну, как бы, твердый, да, то есть, ну, как бы, не колеблющийся, я, как бы, даю что-то, ну, как бы, произвожу, и это может, ну, другие такие же могут взять.
И Ну, вот да. его логика, которую он разворачивает, Да, он она говорит, такая. мы все перед доской, вот я ложу это, вот как бы, ну, берите, то есть вот, и вся моя работа, ну, как бы в этом, Да, чтобы ложиться. да, у него именно такая. И он вот, ну, если ты вспомнишь, это, наверное, была первая летняя школа, когда он поехал, ну, желтенький шизер был, позапрошлая, да, летняя школа, и когда он там первый раз эту свою Сломову, да, там излагал. Это уже второй. Наверное, второй, да. И Бобрович тогда еще сказал, что типа, ну что-то вы тут это, ну, завиральные идеи. И он тогда очень, очень четко сформулировал свою кредо, ну, фактически. Вот кредо в смысле это практическое и социальное. Он говорил, я сотворяю нечто, ну, вот как творец, да, ну, в смысле, как поэт, как творец, и как бы, и это мой дар Беларуси, да. Даже если это никто не прочитает, никто не узнает, то есть я вот как это, я должен это произвести из себя, и это есть, ну, мой вклад, мой дар. А вот как оно будет там распространяться и так далее, это, ну, как это не его забота. И это, ну, я в хорошем смысле сейчас говорю, то есть вот он себе так это представляет, знаешь, как это, сфера идеального, да, в которую, ну, вот нужно, ну, то есть вот, и он всегда, он, как бы, он продуцирует, и он туда кладет. И вот когда ты с ним разговариваешь, например, там, с его этими переводчиками, да, когда он приехал, он там собрал круг этих самых, и там санскриту учил, все такое, и вот недавно он мне говорит, я прифигел. Говорит, ну да, люди какие-то собирались, там, кто-то хотел учиться, то есть не то, чтобы он строил какие-то там большие планы, вот, ну, в смысле этих санскритологов, да, там, а теперь... Я читаю этого Игоря Куликова, да, который вот перевел, и это, ну, как бы, и для меня это такой неожиданный результат, ну, фактически моей деятельности, да, который, в общем, ну, никто не закладывал, и он не закладывал, и он там, ну, просто в полном фантастическом удивлении от этого, да. Москвич бы, ну, как бы, во-первых, приписал все строительство себе, ну, в смысле, что он именно к этому и шел, что, ну, и, по крайней мере, так бы и думал, да, страдал бы по дороге, что этот кружок развалился, потом там это, потому что эти козлы ничего не переводят, там не пишут и так далее. А у боярина это чудо. Ну, вот, чудо, ну, почему я в хорошем смысле, это просто разные картины мира и разная установка философская. Ну, мне так кажется. Да. И в этой разнице еще очень один существенный для меня момент, да? Ведь это я пошел разговаривать с боярином, я его услышал, не принимая всей этой фигни, той картины мира, которую он несет, как бы, да? Но она мне нравится, я понимаю, что, в общем, она имеет право на существование. Я даже могу ее там местами пообсуждать там, и покорректировать, но я ее вижу. А меня в картине мира боярина просто нет. Он бы никогда сам не пришел ко мне разговаривать. Никогда бы вообще, он никогда не задает мне вопросов по поводу того, что я думаю. Да? Или там по поводу того, что я написал, или что-то сказал. Это вообще не имеет никакого значения. Я в его, этой самой картине мира представлен, ну, как тем, что я имею какое-то отношение к вот этой собственности. Я могу ему предоставить возможность Ну, не выступить. совсем так, но Да. близко к нам. Ну, Так, а вот тогда такой важный вопрос, вот философы могут быть разные? То есть, вот, ну, конечно, философы должны быть разные. Если они одинаковые, то они либо Не, не я имею в виду, философы, либо... Я имею в виду, вот, как это так спросить, то есть, философ, ну, философ это единичная, как бы, такая, вообще, фигура, правильно? То есть, Ну, единичный-то единичный, но это не мудрец. Вот в моей Ну, да, самой, да, это обязательно коммуникативная связка. Философия – это разговор. Мышление в разговоре возникает. ну и вот это вот, я что-то еще из прошлого вашего читал, что вы говорите такой тезис, что философ может вести разговор с прошлыми, умершими, ну, со всеми философами, которые были до него. Это превращенная форма. Первичным является живой разговор. Ну, а вот это вопрос, то есть, как бы, насколько вот этот действительно живой разговор важен, чтобы быть философом. Ну, то есть, можно ли, ну, скажем, ну, а если, вот, допустим, представим, что вот боярину, как бы, он просто не видит, с кем поговорить, потому что, ну, вот его
его философия там такая, что он может вести только разговор с кем-то, ну, вот, уже умерших. Ну что? Ну, это как... Нет, ну смотри, во-первых, я признаю за боярином статус философа. Да? А он сам за Метафизик. собой Метафизик. признает? Да, конечно. Да, конечно. Но я говорю, что это уже превращенная форма. Да, вот понимаешь, вот, как философ может стать отшельником. Вот возник он в коммуникативной некой ситуации, зарядился вопросами философскими, там, еще какими-нибудь, да? Ну и дальше ему надоело разговаривать, он ушел, сел на прибор, там, или на столб, понимаешь, ушел от мира и философствует себе, сидит. Ну, если он просто философствует, сидит, то ну, загнется и да, его там, ворону склеит. А если он еще при этом пишет, ну, он как бы потом будет скидывать со своего столпа, там, со своей вершины написанные листочки, кто-нибудь будет читать. Или книжки, в книжку их переплетут там, и так далее. Такое тоже может быть. Но это уже как это вот заряженность от разговора. Он оттолкнулся, дальше он монолог один и тот же развивает. Но первичным является живой. А потом, как бы, 5 минут живого разговора, знаешь, как, а потом махание кулаками после драки. Может быть и 20, и 40 лет махать. А вот вы когда определились как философ, то есть, ну, сами про себя так смогли сказать? Ну, вот смотри, во-первых, я определился как методолог сначала. Это произошло в конце 80-х годов. Методология съедает, включает, переваривает философию. Поэтому нельзя быть методологом, не читая, не изучая, не ведя разговоров с предками. С Аристотелем, с Кантом, с Гегелем, Тейем, Вебером там, и так далее. Поэтому все методологи так или иначе имеют Немножечко шьют. кучу себе таких собеседников. Как бы, да? Кто-то более предметных, кто-то менее. Вот, скажем, та же это, ответвление методологическое в архитектуру и градостроительство, ну, для них там свои авторитеты. Но они все равно без Аристотеля не могут никуда. И схоластов читают. Это живое вообще. Да. Мы же про живое. Вот. Ну а в живом, как бы, вот, живое это то, на чем это живет. Потом это можно, ну не знаю, это можно продолжать уже в превращенном виде, в превращенной форме. Вот когда тебе надо написать книжку, вредно общаться. Надо сидеть и писать. Монолог как бы льется, длится там, и так далее. Да? Но иногда на книжку можно не полгодинки, там, а полгода, то и больше потратить. Некоторые люди пишут там годами. Вопрос был, когда вы себя осознали философом. Сейчас про что? Я методологом себя Нет, осознал методологом я в конце помню. 80-х. А философ? А философ добавил вот эта добавочка СМД философ. Когда я понял, что я не могу выполнять чисто методологическую работу, потому что у меня хвосты, у меня недоделки философские. Мне кажется, что это где-то 2008-2009, вот Да, когда примерно так. Маскевич начал там это нам рассказывать, что... Когда Водолазская взялась за летучий университет. Я успокоился. Философские лекции были до, да? 2009 год, это было примерно одно и то же время. Ну, значит, где-нибудь на годик раньше. 2009 Он всех задолбал тем, что нам нужна СМД философия за сезон до того, как стал лекции читать. Ну, а потом... Ну, потому что вообще было непонятно, нафига нам все это делаем, он сказал, я вам сейчас расскажу. То есть могу ли я так проинтерпретировать, что когда вот самой методологии уже не хватило? Нет. Или... Ну, то есть, Нет, методологии хватает. Методологии не хватает. Понимаешь разницу? Для методологии не хватает... Методологии как субъекту не хватает философских наработок, философских представлений. Поэтому я как методолог делаю ход сюда и начинаю заниматься философией. В принципе, методологии может не хватить, математики, например. Ну, вот как Лефевр, да? Он говорит, блин, если я хочу разобраться на простейших
элементах с рефлексией, мне вообще-то нужно как бы построить целую кучу связей и отношений. Строить ее на словах невозможно, мне нужна математика. И он делает вот математику. Мне не хватало, например, в какой-то момент представления о лингвистике, психолингвистике, там, не знаю, социолингвистике, да, перформативной грамматике. Я придумал для себя перформативную грамматику. И, в принципе, мне хватило дальше. Я поэтому сделал туда заход, построил себе схему перформативной грамматики, вышел. Я даже текста по этому поводу не написал. Ну, а вдруг бы там не хватило? Мне пришлось бы закопаться в лингвистику. Это была бы СНД-лингвистика. Она нужна для решения методологических задач. Но вообще задачи делаю первично. Решайте задачи и не парьтесь по поводу того, какой предмет нужно заниматься. Станете методологом. А что? Только задачи должны быть хорошие, такие, не имеющие решения. Нет, так как был вопрос, какие задачи могут претендовать, или проблемы на такое звание методологическое? Ну вот самое простое — это выбрать масштаб, национальный. Ну, мало ли национальный, там уже Маскевич нагадил. Бери больше. Хватит. Нация такая штука, это нам всем развернуться хватит. Ну это вот масштаб. Это если про масштаб говорить. Бывают сложности. Вот когда мы говорим про то, что содержание образования, да, мы на самом деле упираемся сейчас в летучем университете вроде бы в практические сложности. Там, денег нет, там, еще чего-нибудь нет, слушатели козлы, преподаватели бараны, ну и так далее. Ну, нормальные такие житейские проблемы. Никакой методологии тут нахрен не надо. А вот когда встает вопрос про содержание образования, это такие задачки. Но это задачка глобального масштаба, даже не национального. Но там масштаб не важен. По отношению к задаче разработки и содержания образования важен не масштаб. Там как раз глубина важна. Поэтому будешь корпаться на поверхности, можно ногтями вырыть какую-то ямку. Если надо колодец рыть, тебе лопата понадобится. Так и здесь. После ответа на тот же вопрос, какой глубина должна быть прагматика? Бери максимально глубоко. Сколько Я не сможешь? знаю, это надо уже конкретно обсуждать. На абстрактном уровне эти Это я, вопросы у не меня это поставить. абстрактный ответ есть, но у Мацкевича, я не знаю, что он сейчас читал вместо философии вам всем, а в первой серии этих 20 лекций там была такая хорошая, это самое, когда про философа, который сталкивается с проблемой, там была такая категория экзистенциального ужаса. Да, Глубина, то есть, да. Экзистенциальный ужас в смысле того, вот там это было про осевое время и про, собственно, философскую постановку задачи, да, и это было связано с, когда сомнение таково, что оно вызывает экзистенциальный ужас. Ну, то есть, грубо говоря, вот если это не так, то вообще капец. Ну, вот примерно на это можно ориентироваться. Но не обязательно ужас. Я думаю, что сопоставимая эмоция может быть, например, восторг. Такая что думать, если восторг? Радость в себе? Нет. Любая эмоция проходит. И ужас проходит. Ты не можешь думать, пока ты в ужасе. Понятно, но когда у тебя ужас, у тебя есть проблема. А если восторг, какие проблемы, если все хорошо? Ты знаешь, что вокруг проблемы. Как вернуть восторг? Как повторить? Вот смотри, когда мы смотрим в пропасть, да, то там страх высоты, ужас пропасти там, и так далее. Да? Там же мы не смотрим, мы уже падаем. И ты летишь, и думаешь, как бы это... Ну, когда падаешь, то да. Как бы это Когда выбраться, падаешь, как уже- бы это взлететь. А если ты летишь, то что думаешь? Уже Летишь поздно, себе да. и А вот наслаждаешься. смотри, есть другие штуки, почти нерешаемые. Вот Джамалунова там, да, что люди не лазят, Я вам потом расскажу. не падают. Но я думаю, что от восторга. Нет. Ну, там же тропа другой. Нет. Ну, конечно. Не от ну, восторга. От восторга, от Нет. восторга. Ну нет. Ну ладно. Но это
Ну что, тогда мы на этом сегодня Закончим. закончим. Да.